Ну что, дорогие друзья, здравствуйте. Уважаемые коллеги, дорогие наши участники, наши прекрасные делегаты. Рады приветствовать вас на втором дне нашего прекрасного международного московского фестиваля искусств имени Нуры Холмамедова «Звуки Дутара». Здесь должны быть аплодисменты. И сегодня здесь, в гостеприимном зале Российской государственной библиотеки имени Ленина, а именно в музыкально-нотном отделе, прямо в центре Москвы, в замечательном доме Пашкова, состоится научно-практическая конференция, где мы обсудим потрясающие проблемы формирования национальных композиторских школ в поликультурном пространстве. Наша конференция приурочена к 85-летию со дня рождения выдающегося туркменского деятеля, прекрасного, великого композитора и орфея Туркменистана Нуры Холмамедова. И здесь тоже должны быть аплодисменты. В настоящее время все мы, конечно, переживаем эпоху глобальных политических, военных кризисов, и как мы все понимаем, что искусство должно стать той опорой для государства и для общества, чтобы стать такой объединяющей силой для нас всех. Поэтому в свете этих событий, конечно, наш фестиваль и, собственно говоря, наша конференция, они носят не только культурный, но и гуманитарный характер. Поэтому разрешите ознакомить вас с регламентом нашего мероприятия. Выступающие наши делегаты, уважаемые участники, в формате 10 минут, до 10 минут мы просим вас. Выступление каждого участника регламентировано, так что я буду вас, извините, пожалуйста, останавливать. Также просим обратить внимание выступающих, чтобы по возможности не повторять тезисы коллег. Вот так внимательно слушать. Вот. Ну и в преддверии нашего замечательного события разрешите от нас, от оргкомитета, от руководителя нашего замечательного фестиваля Мамеда Сулеймановича Гусейнова выразить свои слова признательности и благодарности всем участникам, всем делегатам, которые изъявили такое желание стать членом нашего большого такого музыкального культурного сообщества, потому что вы являетесь на самом деле людьми, которые имеют высокую не только гражданскую, но и профессиональную позицию. Благодаря вам культура и науки развиваются. Итак, мы начинаем, и я передаю слово заведующей отделом нотных изданий и звукозаписи Российской государственной библиотеки имени Ленина Семенюк Алле Алексеевне. Пожалуйста, мы ждем вас. Дорогие гости, дорогие участники конференции. Ну, на правах, наверное, хозяйки можно сказать, что я всех приветствую. Вы действительно находитесь в самом центре города Москвы. К сожалению, далеко не все музыканты даже знают, что здесь есть нотно-музыкальный отдел, поэтому иногда с удивлением сюда приходят и с удивлением видят, что здесь прекрасная выставочная площадка, здесь прекрасные экспозиции бывают из фондов Российской государственной библиотеки, что здесь проходят интересные встречи, подобные сегодняшней. Вот. И потом они, когда становятся читателями, их уже отсюда не забрать, как говорится. Они уже прирастают к нам. Сегодня замечательный день, потому что мы как бы открываем или закрываем, или продолжаем наши традиции, когда мы знакомимся с национальными культурами бывших республик. Я считаю, что наших республик все равно мы все вместе, потому что музыка, она без языка. Это еще говорили великие люди, классики. Вы знаете, когда мы начали смотреть, что такого интересного по туркменской музыке есть у нас в фондах, конечно, в первую очередь это Нуры Холмамедов. И у нас сохранилось несколько пластинок, записанных в 80-е годы ташкентским филиалом фирмы «Мелодия». Вот я могу даже пустить по рядам, чтобы вы посмотрели поближе эти диски, так сказать. К сожалению, мы не нашли вторых экземпляров с тем, чтобы передать ваше, так сказать, ваше общество, скажем так, да, но тем не менее хотя бы посмотреть на них можно, и можно понять, что действительно во время Советского Союза все ноты, абсолютно все, которые издавались на территории и Российской Федерации, и всех наших республик, они все есть в Российской государственной библиотеке. И, конечно, если, например,
взять такую линию циклических встреч каких-то, то можно даже говорить о том, что можно специально подготавливать какие-то тематические выставки. И если это подобная конференция, ваша конференция еще раз состоится на следующий год, то, естественно, ее можно будет сделать гораздо шире с привлечением открытых фондов РГБ. Я желаю вам всяческих успехов. Уверена, что вы будете с удовольствием слушать друг друга, вы что-то новое узнаете для себя. Ну и всего вам доброго и до новых встреч. Спасибо. А сейчас я передаю слово арт-директору фестиваля, международного московского фестиваля имени Нуры Холмамедова «Звуки Дутара» Мамеду Сулеймановичу Гусейнову и Дарье Павловне Гусейновой. Сейчас состоится презентация сборника «Избранные вокальные сочинения для сопрано и фортепиано» композитора Нуры Холмамедова к 85-летию композитора. Да, здравствуйте. Очень рад вас видеть. Смотрю, там уже и Ашхабад подключился. Всем большой привет. И Петербург, и Астрахань, и Баку. Очень рад вас видеть. Я сегодня хотел бы рассказать о той новинке, которая у нас вышла. У нас каждый раз что-то выходит в рамках фестиваля. Это научные сборники, несколько вышло наших конференций. И вот в этом году мы к 85-летию подготовили такой сборник, который мы очень давно мечтали выпустить. Но, зная, что Нуры Холмамедов очень тщательно относился к нотному тексту от рассказов Гульсултан Кылычевны, его вдовы, она рассказывала, что он прям, можно сказать, мучил издательство, по несколько раз заставлял переделывать, если находил какие-то ошибки, потому что у него особая ладовая система, и если не там, где нужно поставить бикар или бемоль, то это уже все портит, всю ладовую картину. Также сегодня вот Владимир Абрамович Гуревич подтвердил эти слова, что Нуры Холмамедов это просто был какой-то фанатик, можно сказать, по нотному тексту. Ни в коем случае он не мог простить, если были бы ошибки. И вот мы этот сборник, когда задумали, вот Дарья Павловна написала диссертацию по вокальному циклу «Недослушные песни детей Хиросимы и Нагасаки». Очень интересные находки по интерпретации она нашла, сделала. И когда мы начали готовить этот текст, то нужно было обратиться к рукописям, уже напечатанным нотам, все сравнить, все, чтобы вот именно тенденцию Холмамедова не нарушить, то, что он очень не любил, если есть ошибки в тексте. Поэтому этот сборник вышел без единой ошибки, с его, да, с его указаниями из рукописей, там, потому что я в печатных текстах многое не нашел там по нюансам. Они, может быть, лишние, там, например, петь нарочито, как-то там какие-то такие, знаете, не, можно сказать, не академические названия терминов, нюансов. Но я думаю, что раз композитор собственноручно это писал, это нужно было отразить в тексте. И поэтому мы все это отразили, все это сделали. Также вот в этом цикле вышел вокальный цикл на стихи Генриха Гейне. Как вы знаете, этот цикл был создан для бас-баритона. Вот Владимир Абрамович первый исполнитель фортепианной партии, да, вместе с певцом. Это был создан для бас-баритона, и как-то его мало исполняли. Вот Дарья Павловна сделала редакцию для сопрано, и мы его теперь очень исполняем много. Вот вчера был концерт в честь 85-летия Холмамедова, мы это все исполнили. Также мы столкнулись с тем, что когда вот наш фестиваль, мы создали библиотеку электронную в рамках фестиваля, чтобы исполнители пользовались этой библиотекой. И возникла такая трудность, что
туркменские романсы трудно учить вот из других стран, там из Армении, из Туркменистана, не из Туркменистана, а из России. Очень туркменские романсы трудно учить. И были вот такие вот пожелания, что можно какие-то переводы на русский язык. Ну, в общем, мы попросили Жанну Леонидовну Смелянскую, это исполнительница роли Айны в фильме «Решающий шаг», сделать русский текст колыбельный. Вот она сделала русский текст, и в этой книге выходит этот романс, это колыбельная именно на русском, с русским текстом. Сегодня мы вам хотели бы проиллюстрировать романс, который входит в цикл Генриха Гейна. Вот 3 романса на стихи Генриха Гейна. Это «Сердца людские рвутся». Очень сложный романс и интересный. Пожалуйста, Дарья Павловна. Да. Сердца людские рвутся. Уважаемые коллеги, позвольте я
скажу пару слов о своей исследовательской работе, которая была проделана. Работа была совершенно непростая, я бы сказала, крайне увлекательная, захватывающая и фундаментальная. Я представляю вашему вниманию редакцию для сопрано-вокального цикла «Недослушанные песни детей Хиросимы и Нагасаки». И в этой работе я решила поделиться результатами своего многолетнего исполнительского и исследовательского опыта. Впервые я стала исполнять произведение величайшего туркменского композитора Нуры Холмамедовой в 2014 году, будучи студенткой, будучи музыкантом, который погружается в глубины фундаментальной музыки. И так складывалась моя творческая биография, что у меня теперь огромный опыт и огромный репертуар именно туркменской академической музыки. Многочисленные выступления на многих мировых площадках Америки, Европы показали уникальность и актуальность этой музыки, что люди с необыкновенным интересом и глубоким осмыслением понимают и проникают в суть композиторского посыла. Моя главная задача всегда состояла в том, чтобы музыкальные произведения, которые артист представляет публике, были восприняты публикой, чтобы они звучали современно и актуально. И особенно это сложно оказалось продемонстрировать из-за специфики звучания вокальных сочинений Холмамедова, потому что присуща тонкая гармония восточная и европейская музыкальная традиция, они сплетены, и для восприятия это оказалось, наверное, уникальной задачей. Вокальный цикл «Недослушанные песни детей Хиросимы и Нагасаки» возник у композитора и создался в 1981 году, когда были приобретены стихи для своего сына Ашира. И композитор задумался о колоссальной трагедии японских детей и японского народа, что эти стихи и песни оказались неуслышанными. Работа над циклом была трудная и очень захватывающая. И вы знаете, я хотела еще сказать, что в данном сборнике, помимо того, что я соприкоснулась с исполнительскими открытиями музыканта, так сложилось, что Холмамедов открыл и живописную художественную грань творчества музыканта. В этом сборнике использованы художественные иллюстрации, выполненные певицей Дарьей Гусейновой, как раз колыбельной Нуры Холмамедова, которые все туркменские женщины, да, я хочу продемонстрировать нашим зрителям, все туркменские женщины поют своим деткам, и кажется, что эта музыка уже стала народной. И также использованы иллюстрации к циклу Хиросимы и Нагасаки. Главный посыл композитора, чтобы трагедия для человечества больше не повторялась. Использован художественный наив, восприятие детского рисунка. И в этой работе художественной заключены как раз все романсы. Кукушка, канарейка. И финальная точка. Посыл Нуры Холмамедова, обращение к человечеству, чтобы данная трагедия никогда больше не повторилась. Позвольте исполнить для вас
Финальный романс. Канарейка. Глубоко философская тема Творца и власти, художника и жуткой разрушительной силы. Канарейка взаперти. Мы хотели бы подарить фонд библиотеки, нашей любимой, нашей известной библиотеки, которую мы тут вообще практически дневали и ночевали, когда учились и когда писали диссертации. Спасибо вам, что вы сохраняете все это. И я надеюсь, что будут пользоваться ваши читатели. Да. Потому что сейчас огромное спасибо, потому что сейчас действительно очень как-то еще не восстановилась связь между нашими народами с тем, чтобы мы получали те ноты, те звукозаписи и так далее, книги из ваших республик. Поэтому такой подарок, он очень ценен. Безусловно, он займет свое место почетное на полках, и мы всячески будем пропагандировать. И с вашего разрешения, может быть, мы на сайте дадим открытую просто рекламу этому изданию, чтобы вы были не против, но наши читатели поняли это. Спасибо. Спасибо огромное.
Да, я очень рад, что все мои сборники у вас есть. Я тут недавно обнаружил, да, что, ну, это, наверное, вам с книжной палаты привозят, поэтому я очень рад, что у вас мои сборники есть, и даже со статьей вот Елены Павловны Осиповой в скрипичном сборнике, там ее статья, и вы тоже это отразили, так что я рад, что у вас все это очень так тщательно сохраняется. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, от такой великолепной музыки переходим все-таки больше к научной части нашей. Я предоставляю слово Байрамовой Алле Гаджигаевне, доктору искусствоведения, доценту, директору Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, Западного Каспийского университета Баку, доценту, заслуженному работнику культуры Азербайджана с темой доклада «Азербайджанская композиторская школа. Предпосылки создания и настоящее». Благодарю вас. Слышно меня? Да-да-да, мы вас слышим. Я приветствую всех участников конференции, посвященной 85-летию великого туркменского композитора Нуры Халмамедова, к сожалению, рано ушедшего из жизни. Тема моего доклада – Азербайджанская композиторская школа. Предпосылки создания и настоящее. Почему я пропустила середину? Потому что история, славная история азербайджанской композиторской музыки достаточно хорошо исследована, многие произведения глубоко проанализированы. В этом году исполняется, а точнее уже исполнилось 115 лет со дня рождения первого композиторского произведения. Это была опера «Лейли и Меджнун», которая была поставлена 12 по старому стилю, по новому стилю 25 января 1908 года. И таким образом Узеир Гаджибеков стал первым композитором мусульманского и шире Востока. И вот с этой даты начинается история композиторской школы. Как я сказала, что она достаточно хорошо изучена композитором, их произведениям, достижениям азербайджанской композиторской школы посвящены статьи, монографии, диссертации азербайджанских, российских и других исследователей, таких как Эльмира Аббасова, Данила Христофорович Данилов, Изабелла Владимировна Абизгаус, Ханвар Меликов, Людмила Владимировна Карагичева, Наиля Мехтиева, Рена Фархадова, Аида Тагизаде, Земфира Сафарова, Земфира Кафарова, Таира Керимова и многие другие. Я же остановлюсь, первое, на предпосылках появления композиторской музыки и второе, в современных реалиях музыкальной жизни Азербайджана. Среди предпосылок зарождения композиторской музыки присутствует экономический фактор. Промышленное освоение нефтяных ресурсов, начавшееся со второй половины XIX века, привлекло в Азербайджан не только европейцев, но и европейские традиции музицирования и музыкального театра, что невозможно было бы без насыщения рынка классическими европейскими музыкальными инструментами. Их доступность послужила хорошей базой для широкого распространения музыкального образования. Получить музыкальное образование стало доступным и модным. Такие факты, много фактов, свидетельствующих о том, как европейцы, приезжая сюда с целью заработка, привозили и свои музыкальные традиции. Ну, отмечу, что братья Нобели, Ротшильды составили большую часть своего капитала именно на азербайджанской нефти. Также факты биографии многих композиторов и шире деятелей искусства свидетельствуют, что часто основоположниками становились те, которые учились за пределами родной среды или имели учителей иностранцев, как это имело место с основоположником азербайджанской композиторской школы Узеиром Гаджибейли
или Гаджибековым. Он учился в Закавказской Горийской семинарии, педагогической семинарии. И там он впервые познакомился со сборниками грузинских народных песен. В Азербайджане тогда еще не было. И он начал собирать фольклор именно в студенческие свои годы. Также в Грузии он посетил Тбилиси-Тифлисский оперный театр, и где был просто потрясен постановкой оперы «Травиата», согласно воспоминаниям его друзей. И вот эти два фактора, я считаю, с одной стороны, то, что много было европейских музыкальных инструментов. Баку был тогда небольшим городом, а было в нем достаточно большое количество музыкальных магазинов, где продавались и ноты, и музыкальные шкатулки, и граммофоны, и звукозаписи, продавались пластинки с записями европейской музыки. И, конечно же, музыкальные инструменты с одной стороны, а с другой стороны то, что Гаджибеков получил как бы взгляд со стороны, находясь в Грузии, он получил как бы дополнительную информацию о том, что есть у них и чего нет у нас. И поэтому такое удивительное произошло событие, что его первое произведение была не пьеса, не этюд, не романс, не песня, а сразу опера. Это очень удивительно. А теперь я хотела бы, поскольку время ограниченное, коснуться второго вопроса. Это современных реалий композиторской школы в Азербайджане. В настоящее время композиторская школа на подъеме. В авангарде композиторского творчества Азербайджана стоят такие, получившие признание во всем мире композиторы, как народная артистка Азербайджана, орденоносец, председатель Союза композиторов, профессор Франгиз Ализаде. Ее знают во всем мире, она участница жюри и даже председатель жюри ряда композиторских конкурсов, в частности конкурса, проходящего в Санкт-Петербурге, конкурса имени Андрея Петрова. И также она участвует в конкурсе, в жюри конкурса, который проводит Агахан. Также у нас выдающийся композитор, отмечающий свое 80-летие в этом году, народный артист Азербайджана, профессор Московской государственной консерватории Фарач Караевич Караев. Оба они, и Франгиз Ализаде, и Фарач Караев, студенты выдающегося композитора XX века Кара Абульфазовича Караева. Среди ведущих композиторов нужно назвать Азера Дадашева, автора 17 симфоний, Джаваншира Кулиева. Джалал Аббасов имеет оригинальный взгляд на тембровую сущность инструмента. У него много произведений, посвященных инструментам соло. Сардар Фараджев, который написал очень яркое произведение, одно из ярких произведений последних лет, это фреска Кероглы. Братья Васиф и Джейхун Аллахвердиевы, Пике Ахундова и многие другие, чья музыка исполняется на съездах Союза композиторов, в концертных залах, музыкальных театрах страны и на ставших регулярными музыкальных международных фестивалях. Гаджибековском, фестивале современной музыки имени Кара Караева и других, проводимых не только в столице, но и в других городах Азербайджана. Это Шики, Габала, Шуша и так далее. Сейчас Азербайджан является, по меткому выражению Франгиз Ализаде, страной музыкальных фестивалей. Вот недавно прошел 18-й джазовый фестиваль. Также в сентябре состоялся 11-дневный уже
уже ставший 11-дневным, 15-й Гаджибековский фестиваль. Кстати, сейчас, именно вот сейчас, в настоящее время, проходит посвященный столетию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, начавшийся вчера, большой трехдневный музыкальный форум. Там обсуждаются многие вопросы, в частности, касающиеся композиторской музыки. Видные композиторы говорят и о проблемах. К примеру, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, профессор, привлек внимание к отсутствию современной высокого уровня студии звукозаписи, сказав, что из-за этого композиторы вынуждены записывать свои произведения за границей. Например, Франгис Ализаде делает это в Германии. Композиторы выразили озабоченность тем, что их новые сценические произведения долго ждут в своей очереди, не ставятся. Национальный театр оперы и балета просто не успевает. В то время как композиторская школа, как я сказала на подъеме, и появляется очень много новых произведений, вдохновленных событиями последних 30 лет. Ректор Бакинской музыкальной академии, пианист и композитор, народный артист Фархад Бадалбейли, Франгис Ализаде также высказались о засилье попсы, духовном обнищании, отходе от академической музыки на телевидении. Интересным является опыт написания музыки для ансамбля старинных музыкальных инструментов композитором Вугаром Джамалзаде. И я скажу, что я директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, и при нашем музее с 1996 года указом Гейдара Алиева работает ансамбль старинных восточных музыкальных инструментов. Эти инструменты были популярны не только в Азербайджане, на всем Востоке, мусульманском и в средние века. До 18-19 веков некоторые дошли, но затем вышли из употребления, были забыты, исчезли. И вот профессор, доктор наук Меджнун Керим восстановил эти инструменты. Я заканчиваю. И вот Джамалзаде, он написал специально под стиль, под дух нашего ансамбля. Недавно премьера состоялась, произведение, цикл, состоящий из 8 вокальных произведений на стихи 8 поэтов, начиная с XII века по XX век. Отметим молодых, многообещающих, талантливых композиторов Таира Ибишева, Аяза Гамбарли, находящихся в процессе творческого поиска. Спасибо, извините, что я задержала. Спасибо, блестящий доклад. Я тоже бы хотел поблагодарить Франгис Ализаде за то, что она нас познакомила, вас порекомендовала. Это удивительный человек. Не то, что она композитор удивительный, но она человек удивительный. Мы с ней познакомились в Астрахани. И теперь она не бывает такой недели, когда она мне не присылает записи, ноты. В общем, это у нас теперь творческое общение такое замечательное. Так что я поздравляю весь азербайджанский народ, что у вас такие композиторы и великие вообще профессионалы и хорошие люди. Спасибо большое. А я, в свою очередь, еще раз благодарю вас за то, что проводите такой прекрасный форум, фестиваль, конференцию и приглашаете нас. Спасибо большое. Спасибо большое. Я передаю слово Осиповой Елене Павловне, кандидату искусствоведения, доценту кафедры теории музыки Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой. Елена Павловна представит доклад «Опора на народные традиции. Плюсы и минусы при формировании авторского стиля молодого композитора». Елена Павловна у нас модератор Туркменской консерватории. Вот она сейчас просто будет моделировать всех
участников. Да, пожалуйста, Елена Павловна, как вам удобно, кого удобно, пожалуйста, представьте. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить вас за участие в этой конференции от имени всех участников. А нас тут очень много, и все мы сидим в зале и с удовольствием и с великим вниманием слушаем вас, видя своих учителей. И, конечно, мы приносим им огромную благодарность. Наиля Игматовна, Владимир Абрамович, вам, маме, большое спасибо. Но в первую очередь хотелось бы представить современника Нуры Холмамедова, его коллегу, его приятеля, друга, народного художника Туркменистана Сапаркулыча Ярмедова. Он поделится своими воспоминаниями. Я думаю, что это будет интересно и молодым слушателям, и всем нам. Пожалуйста. Спасибо, что я здесь, в этом здании, нахожусь, потому что вспоминает нашего великого человека Нуры Холмамедова. Очень приятно, что теперь наше независимое государство во главе наших лидеров, это Гурбанғұлы Бердмухамедова Аркадава, и молодого президента нашего Сердара Бердмухамедова очень активно и сейчас вспоминают наши, как говорится, деятели культуры, искусства, музыки, театра. И мне очень приятно, когда я в новом нашем городе, который недавно открылся, имени Аркадав, и там начали именем, скажем, нашего великого артиста туркменского, родоначальника театрального искусства, это Амана Гулмамедова, или большого музыкального нашего дутара, это Малыташ Мурадова, и большое наше еще, как говорят, Саха Джапарова. Эти все, значит, у нас молодое государство постепенно набирает силу, и, как говорится, у нас очень много великих, как говорится, музыкантов, композиторов. Ну, а если говорить о Нуре Холмамедове, честно говоря, это воспоминания очень приятные. И я с ним, Нуры Холмамедов, он человек такой совершенно простейший, простой человек, простой такой, который... Я помню еще, когда поступил я в художественное училище в 1957 году, мы жили в этом подвале музыкального общежития, который жил Нур Холмамедов в подвале. И вот видел я его несколько раз, такого устремленного, всегда под мышкой был у него. Видимо, это ноты музыкальные, и он активно так... Мне запомнился это. И он уже через год, в 1958 году, уже студент Московской консерватории. Это было, конечно, его путь, начало. И я хочу сказать, воспоминания о Нуре, он человек такой, он общительный, он со всеми людьми нашего творчества круга всегда общался, с нами всегда он как-то были, компанейские отношения, он по мастерским ходил спокойно со своими друзьями, с Эзизовым поэтом, потом еще Юра Рябинин был, у Стасика собирать, Бабикова художника, Нур Холмамедов всегда там, и каждый свои пел стихи. Нуры, конечно, тоже общительного такой, он свои, юморы у него были очень такие интересные. Нуры сам по себе, он, как вам сказать, свободный художник. Вот он действительно свободный. Он всегда, никогда он не думал о почестях, таких славы, или он творил то, что ему сердце подсказывало. Это потому, что видно, что он родился, он далекой, как говорится, село. Это, конечно, сказать, что это далекое, но то, что там цивилизация, это места цивилизованные. Там народная музыка играла вовсю. И там он от этой музыки он рос, и читая его биографию, и книгу о нем написана, интересная книга,
Это дочь Клары Гельдыевой, которая певица была. Она интересную книгу. Но хочется сказать, что Нуры, когда он уже окончании консерватории, он тут же еще во время учебы вошел, как говорится, в искусство. Он создавал большие произведения для кинофильмов. И все кинорежиссеры знали, что где Нуры Халмамедов, если он там будет создавать музыку, то этот фильм будет всегда успех. У Нуры вот такое была, у него, как говорится, аура его и слава среди этих творческих союзов. И я часто еще встречался с композиторами, особенно союзы композиторов. Были очень активные встречи, были обсуждения были всех наших, ну, скажем, историй. Интересно еще, что хочется сказать, я люблю очень читать историю нашу. Туркменская история, она очень богатая. Она действительно богатая история. И когда писали о музыке, это Успенский, Беляев написал о туркменской музыке, он сказал, что только цивилизованный народ может на двух струнах создать такое великолепное искусство, играть на музыке. Это что-то очень многое говорит. И Нуры именно в этом цивилизованном национальном государстве он рос. И он вобрал всю народную музыку, особенно тутары. Его все великие симфонии, его песни, это все всегда у него это шло через, говорится, через народное искусство. И он создавал эту природу. И вот у меня еще вспомнилось такое воспоминание. Я учился, когда в Москве уже во времена дипломной, перед дипломные работы были, я работал, и мой дядя, это Вапа Мухамедов, кинорежиссер второй был по фильму «Кечпелек», он когда они приехали в Москву, и он мне позвонил, приди, я в гостинице «Лейпциг» в Москве, и посидим, поговорим. В общем, он хотел встретить. И я когда пришел, и когда я был у него в гостях в номере, ну, мы вечером за столом сидели, вдруг разговор, он говорит, а здесь еще Нуры Халмамедов. Я говорю, как здесь? Если здесь, то позовите его, почему его нету здесь? Он говорит, мы его в другой номере там оставили и держим там, потому что он должен дописать это фильм, Кечпелек, это фильм. И я когда сказал, ну тогда я пойду к нему, может быть, поздороваться надо же с ним. Он сказал, нет, мы его не пускаем, он должен, как говорится, вот такое состояние, писать музыку. И вот в такие моменты в жизни у Нуры были. Это не значит, что он, как говорится, все Нуры, ну как можно сказать, когда человек творческий, думает только о музыке, где бы он ни был, он всегда встречи были с друзьями. У нас особенно часто с нашими художниками, живописцами, были в мастерских Дурдыбайрама, Мамедов, Стасикова мастерской. Вот всегда и они с Курбан-Назар Азизом вместе были. И всегда Курбан-Назар читал свои стихи, он говорил о музыке. Я помню, у него еще в 11 микрорайоне квартира была, мы туда же посещали, он уже за пианино, там певец из Марийской области был этот Гуманов. Он всегда так благотворил Нуру Халмамедову, бегал за ними, говорит, Нурджан, что тебе, Нурджан? Он вот так, как бабочка порхала около него. Я всегда просто наслаждался Нурой своим поведением. Он очень прост был, в разговорах даже так, всегда общителен. И обаяние у него было такое, что он всегда, как-то говорил, в то время модно было, или это говорит, старик, он всегда обращался, ну, старик. Вот так и начинался у нас разговор. Вот Мы благодарим вас. Простите, пожалуйста, что я вас перебиваю, у нас просто регламент. Мы благодарим... Извините, я понимаю, регламент надо держать. Я еще раз хочу сказать, что Нуры Халмамедова, вот последний день Нуры Халмамедова, это 27 октября, это великий день.
2 дня. О нем были фильмы такие, понимаете, это много раз видели фильм, но еще раз хочется, все время душа, все время радует и слушая его музыку. Вот такая притягательная его жизненные мотивы и притягательная его музыка. Извините, что я так много, наверное, заболтал. От души благодарим вас за такое теплое выступление. Еще раз Спасибо поздравляю. большое. Спасибо Мамеда Гусейну. Спасибо большое, спасибо, что вы нашли время, пришли, рассказали очень интересно. Да, вот вообще все его современники говорят, что Нуры Холмамедов везде был своим. Ну, наверное, поэтому он сегодня стал человеком мира, да? Это, наверное, закономерно. Еще один друг Нуры Холмамедова, исследователь его творчества, я бы хотел сейчас его сюда пригласить, это Владимир Абрамович Гуревич, да. Доктор искусствоведения, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена, Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова с темой доклада «Мой Холмамедов». Добрый день, я очень рад всех приветствовать здесь. И в Ашхабаде, конечно, бесспорно. Понимаете, действительно, почему мой Холмамедов? Потому что у каждого свой Холмамедов человек и личность, и музыкант, с которым многие были связаны. И Сапар Кылыча вижу с удовольствием, конечно, сколько лет я его не видел. И всех его друзей, которые еще живы, конечно, очень рад приветствовать, потому что мы все не прошли этот путь. Вот, буквально вчера исполнилось 54 года, как я начал работать в Ашхабаде. Это был 69-й год, и в ноябре 69-го года мы познакомились с Нурой. И прошли этот путь все 14 лет до последних дней его жизни. Это очень дорогие для меня воспоминания. Я, конечно, могу без конца об этом говорить, потому что столько связано. Очень многое связано. Очень-очень многое и личное, и творческое. И, слава богу, мне приходилось принимать участие в премьерах его произведений, и рассказывать о нем, и писать о нем, и статьи, и большая статья из книжки. Первая о нем в 80-м году еще публикована. Вот. Ну, поскольку у нас тема такая, в общем, довольно обширная, мне хочется сказать несколько вот таких принципиальных позиций, которые, мне кажется, сегодня очевидными, когда речь идет о Холмамедове, человеке, который 85 лет назад родился, и в этом году тоже 40 лет, как его уже нет. Ну, во-первых, большое, конечно, видится на расстоянии. И вот идут десятилетия, 40 лет, повторяю, его нет. И с каждым десятилетием масштаб личности этого человека становится все крупнее и крупнее. Это свойственно только уникальным музыкантам, каким, конечно, Нура и был. Это совершенно очевидно теперь. Второе положение, которое кажется мне сейчас бесспорным, это универсальность его. Вот мы слушаем сейчас сегодня, с удовольствием я опять послушал, и недослушанные песни, и из гейновского цикла. Он все умел. Понимаете, он все умел. Это редчайший случай. Человек, который вышел из самых низов, Господи. Он рассказывал, в какой нищете, в каком ужасном состоянии во время войны этот мальчик маленький. И его ровесник, и, который вместе с ним Барам Алиев был в детском доме, тоже уже, его, к сожалению, нет, Чернорымов, и вместе выросли. Рассказывал, как это было трудно, как это было невозможно. Так вопреки вот этой ужасной ситуации, конечно, когда погибали их родители, родные, когда кругом была смерть, а потом еще и землетрясение 1948 года, не забудем об этом. Что же было страшное событие в их семьях. Как он вышел, как он выдержал это. Да, ему было всегда непросто, да, конечно, очень даже непросто. Вы понимаете, это был человек свободный художник. Абсолютно свободный. Он не считался советской властью, не считался с этими ограничениями, он их не вписывался совершенно. Помогало это ему? Творчески, да. По жизни? Нет, конечно. Господи, сколько мы цеплялись, сколько претензий предъявляли, Господи, всякие партийные органы. Бесконечно. Бесконечно. Он не желал с этим считаться. Для него было самое главное
это выразить самого себя. Вот это он делал прекрасно. Так что он все знал, все умел, все понимал и всем интересовался. Был человек необыкновенно культурный, образованный. Вот у меня здесь, я приехал сюда, его последнее письмо Нарышкина, вот оно здесь у меня лежит. Да, вот здесь это письмо. Мы с ним встречались, вот оно здесь у меня. Письмо, я никогда его не показывал, я его храню, конечно. Можно читать. Удивительным русским языком написано. Ведь ни единой ошибки в русском языке. Абсолютно 100% грамотный человек. Абсолютно. Еще каким стилем это написано, зачитывать. И вот каждый раз, когда мы с ним связывались, я поражался его желанию знать. Ты мне привези это, ты мне покажи это. А что ты скажешь по этому? Он знал все и хотел знать еще больше. И в музыке это сказывается до последних тактов незаслуженных песен. Потому что так уж получилось, это последнее вокальное произведение. 81-82 год, после этого ничего уже больше не успел написать. Так что вот это следующая важная позиция. Ну и третье, которое тоже, мне кажется, сейчас достаточно существенное, это, понимаете, как соединялось в его творчестве, в его жизни сознательное и подсознательное начало. Потому что он был человек очень много знавший, и он был, конечно, еще и фантастический интуитивист. Потому что есть вещи в его музыке, они очень часто. Ну, кому, скажите, в голову придет в фильме о решающем шаге, да, в одной из центральных кульминаций написать огромную фугу. Боже мой, это туркменская тематика. Как там фуга какая-то? Там гигантская фуга. И в симфонии то же самое. Потому что он интуитивно, что вот здесь она фуга. Причем, если вы увидите этот большой кусок фильма, да, там примерно 8 минут почти идет. Алтay Карлиев же точно снимал вот этот кусок по его музыке. Он сначала музыку написал, потом фильм снимал на готовый. Ну, как Эйзенштейн по Прокофьеву известный, то же самое снимал, да, «Ледовое побоище». Это же надо почувствовать, это надо написать двойную фугу, боже мой. И вылетает просто со страшной силой. И весь фильм держится на его музыке. То же самое касается и «Шукур Жабахши», и «Состязаний», и всех фильмов, которые он делал. Без него этот фильм вообще невозможно, их невозможно себе представить. И, конечно, и Булат Мансуров, Алтay Карлиев, они все прекрасно это чувствуют, когда делали с ним фильм. Да в любом деле он это делал. Я был с ним на 5-м съезде, композитор, в 1973 году, и нас поселили в одну комнату, причем мне очень сочувствовали, зная неуемный характер Нурыша, я начал, мне будет тяжело с ним как-то, да? Ну, поскольку мы были молоды, я с ним поселил. Господи, это ему было с ним не тяжело, потому что я там в Москву приехал, гулять стал, там знакомый, то все, молодой парень, да? А Нурыш сидел как зверь и работал, и писал «Бездомного кунгурджу», это мультик, да? Ему нужно было за 2 дня написать, через дни пойти на озвучивание тут же, буквально. Он сидел, писал ночью, днем, когда угодно. А вот тут приходили проверять нас. Приходил Ашот Кулич, приходил председатель тогда. Да? А где Гуревич? А Гуревич, а Хамед сидит, пишет музыку. Да? Потому что если была профессия, все, это быстрее его на раз. Удивительно. И вот интересно, что глобальное, так сказать, международное, всемирное, я бы сказал, начало, вот его потрясающее совершенно ассоциативное мышление, вот мы сейчас послушали финал, вот это самое, «Сердца людские». Там же и полонез, и мазурка, и что-то все на свете, и староклавесинные украшения. Обожал такие вещи. И группеты выписаны, и бог откуда все, от Шуберта до Шостаковича, понимаете? И в то же время это Холмамедов, понимаете? Его ни с кем не спутают. Потому что вот это глобальное начало, это была культура. Это культура, которая в нем сидела, общая культура. Культура настоящего европейского мирового масштаба. В этом человеке она была. Это редко встречается национальных художников. Это очень многое нужно пройти, чтобы стать там Каракараевым, предположим, или Визирковым Джибеком. Ну, если взять Азербайджан. Или у нас то же самое. Кстати, Вели Мухатов в Туркмении, потому что я считаю, только 2 таких художника это было. Вели Мухатов в старшем поколении, Нурым в 2-м поколении. Ну, может быть, рядом с ним Чары, конечно, чуть-чуть пониже, но где-то близко к Нурыму. Это
знание. А вот национальное – это подсознание, которое всегда выходит независимо от того, что решает художник. Это потрясающе, Холмамедов. Потому что есть вещи, которые… Нет цитат никаких фольклорных, ничего нет, вроде бы, а на самом деле это есть. Потому что начинаешь смотреть на микротехнику, да, это туркменское начало, вот это характерные интенционные элементы, вот так вот они как в зародыше. И они обязательно вылезут. Вот, что бы он ни писал, хоть на Гейне, хоть на Есенина, хоть чисто туркменские вещи. Это вот следующее. Ну и четвертое, я бы хотел сказать, что, конечно, сейчас наступило, по-моему, такое время, что творчество Нуры надо самым активным образом, конечно, пропагандировать. Чем больше, тем лучше. Это замечательно, что вышли эти ноты. Но, конечно, очень важно, чтобы сейчас, через 40 лет после его ухода, в мире всем, чем больше, чем дальше, тем больше становилось ясно, насколько это крупное явление музыкальной культуры, насколько это выходит за рамки туркменской музыки, да, насколько это, в общем, принадлежит всему миру, потому что, бесспорно, это именно так. Наверное, прежде всего зависит от Туркмении, туркменское царяльство, мне кажется, что это должно быть вполне естественным событием для Туркменистана, что неполное собрание сочинений наконец вышло, потому что там огромное количество музыки, которая, например, кинофильмом, который не вошла в фильме, партитура есть, и все это можно совершенно спокойно публиковать. Он заслужил это, понимаете? Сейчас уже столько времени прошло, заслужил он это. Иначе быть не может. Ну да, надо восстановить, конечно, да. Конечно, восстановить надо саундтреки к фильмам настоящие, вычистить их всех, прочистить. Это тоже сейчас делается. То есть есть такие вещи, которые, я считаю, совершенно обязательны для Нуры. И не для всех нас это обязательно, Господи. Не только для нас, для музыкантов, которые придут. Так что, подытоживая, ввиду того, что время-то ограничено, люди, конечно, хотят тоже сказать, не только меня слушать. И они заслужили выступить здесь. Подытоживая, могу сказать только одно, что наша задача вот всех тех, кто с Нурой общался, кто с ним дружил, кто еще жив на этом свете и живет, стараться сделать так, чтобы его не просто не забывали, а чтобы его помнили, знали, понимали все лучше и лучше и лучше. Ну, будем это делать, наверное, по мере наших сил и возможностей. Спасибо. Браво. Спасибо, дорогие друзья, спасибо вам большое. Великолепный доклад, все записываю за каждым, поэтому простите. Ну, давайте передадим слово уже от очных участников. У нас же смешанный формат сегодня. К нашим заочным участникам, к тем, кто у нас сегодня далеко от нас находится. Константин Владимирович Гузенко, я вижу, давно он к нам подключился, доцент кафедры теории и истории музыки Астраханской государственной консерватории, член Союза журналистов и Союза композиторов России, руководитель фольклорной группы «Бударочка» и домашнего театра «Балаганчик», сотрудник областного центра народной культуры, председатель Союза композиторов Астраханской области. Пожалуйста. Так красиво представила. Константин Владимирович. Я не знаю, меня видно, слышно? Вы здесь. Вас не видно, но слышно. Да, а как сделать, чтобы было видно? На видео нажмите, там такая камера. Да, на видео камера. Внизу у вас там в меню. О, мы вас Вот. видим. Надеюсь, меня видно, слышно, Приветствуем. да? Здравствуйте. Вы знаете, я расчувствовался, слушая всех уважаемых докладчиков, и, честно, не скрою, меня очень радует участие в этой международной конференции. Я несколько дней не спал, что называется, готовясь к этому, думал, надо рассказать об этом, и о другом, и о третьем, и о четвертом. Более того, я подготовил видеоролик, который превысил все мыслимые и немыслимые размеры, он аж 16 минут, и если можно, потом как бы в фонде этой конференции и, может быть, в свободном распространении он будет показан. Сейчас же я какой-то, наверное, сжатый вариант своего доклада готов сообщить.
не скрою, может быть, он покажется немножко невыстроенным, но, честно признаюсь, искренне. Я, во-первых, очень рад был увидеть знакомых мне людей и, конечно же, в первую очередь Мамеда Сулеймановича, с кем нас свел однажды форум, проводимый в Астрахани в конце августа, форум композиторов Прикаспия. И я не скрою, он дал толчок к развертыванию, развитию и наших дружественных связей. Мы постоянно переписываемся. Ну и, конечно, замыслом, потому что вот тот сборник, который был представлен, он произвел, ну, есть заметным событием в культурной жизни Астрахани. Более того, я с разрешения издателей сделал презентацию в Астраханской областной научной библиотеке имени Крупской этого сборника и рассказывал о туркменской культуре, ну, насколько это было возможно, студентам Астраханского музыкального колледжа и колледжа культуры и искусств. Мы общались, мы встречались, и у меня, не скрою, есть задумка его озвучить в одном из концертов Астраханского регионального отделения Союза композиторов России. Так что я рад приветствовать своих друзей, своих коллег и очень рад и горд, что я принимаю участие в этой конференции. Доклад у меня достаточно внушительный и большой, но вот о чем, наверное, в первую очередь нужно было бы сказать. Союз композиторов СССР появился в 1932 году, в 60-м Союз композиторов РСФСР. Многие традиции, которые были заложены Дмитрием Шостаковичем, Георгием Свиридовым, Щедриным, Каздениным, Калимулиным, Алексеем Рыбниковым, ныне глава Совета, это Александр Чайковский. Вот я подчеркиваю слово «совета», потому что произошла реформа в нашем Союзе композиторов, и сейчас совет, в который помимо названных, а еще это Александр Клевицкий, заместитель нашего председателя совета, Марк Григорьевич Левант, это 23 человека, плюс это члены совета, которые решают ну, о каких-то путях, очень важных путях Союза композиторов России. И вот Астраханское региональное отделение входит составной частью в эту большую группу. Нас 50 участников, которые называются региональными отделениями Союза композиторов России. И вот наша организация, она не самая многочисленная, она, ну, средняя, может даже меньше среднего по количеству, но достаточно ярко представлена на Нижней Волге, Прикаспии. Это 10 человек, 4 композитора, ныне живущих. К сожалению, недавно 2 мы проводили в другой мир, но о них помним, ее музыку их играем. И это люди очень разные по возрасту и по состоянию души, начиная от песен. Например, Руслан Муратов, достаточно известный композитор, он входит в Астраханскую организацию. Это человек, который пишет очень много киномузыки, и в частности, это и музыка кинофильму «Адмирал», это музыка кинофильму «Высоцкий». Но я могу перечислять, потому что там огромнейший послушной список. Это и, допустим, Леонид Бутаков, который сравнительно молод. Он возглавляет камерный оркестр сейчас Астраханской филармонии и является лауреатом международных конкурсов, солистом, ну и пишет очень интересную музыку. Вот на том диске, на той пленке, которую я прислал в адрес организаторов, там фрагменты этих записей есть. Сейчас просто экономия времени, наверное, нет смысла показывать их опять заново. Но если будет разрешение, я потом в интернете их представлю и как свой доклад, и вот эту запись. Ну, я, конечно, не могу не упомянуть Юрия Гонцова, старейшину и один из организаторов Союза композиторов нашего регионального отделения. Юрий Александрович Дунаев, удивительный, уникальный человек, который видел Прокофьева, Шостаковича, и который отличался мудростью и очень много дал нашей организации, никогда не забывал, живя в Москве, об астраханских своих корнях. Аркадий Манджиев, который многие годы жил, прославлял, написав оперу «Калмычка», написав огромное количество произведений, которые разошлись по всему миру. Это и калмыцкий композитор, великий, я считаю, и, конечно, астраханский, он был частью нашей астраханской региональной группы. Руслан Муратов и Александр Рынзин тяготеют к хоровой музыке, в том числе и детской. Я могу о каждом из них рассказать целый трактат. Была бы возможность такая, но у меня такой, наверное, возможности нет, может быть, когда-нибудь в следующий раз.
Мы участвуем в концертах, мы их создаем, и здесь как бы границы между классикой, академической музыкой и современной музыкой я стараюсь не проводить, поэтому у нас часто бывают смешанные. Кстати, нас за это еще иногда критикуют. Вот только одна современная музыка, вот только одна классика, но одно без другого существовать не может. Вот, допустим, сегодня, например, вечером в нашей Астраханской государственной консерватории будет очередной концерт классический, и я его буду вести. Вообще, внимание пропаганде современной музыки, композиторов, причем всей России, и наших астраханских композиторов, и пропаганде среди детей мы уделяем самое пристальное внимание. Я, например, уже почти 10 лет веду детские абонементы. Вот вы не поверите, я иногда одеваю такой очень странный костюм и с детьми разговариваю детским образом. То есть я рассказываю сказки, сочиненные иногда самим собой. И, в общем-то, у нас полные залы всегда собирают на и современную музыку, или обработки современной классической музыки, или классическую музыку. И надо сказать, что это престижный детский абонемент. Почему? Потому что там принимает участие практически элита Астраханской консерватории. Вообще, роль Астраханской консерватории в культуре Астрахани трудно переоценить. И надо сказать, что Союз композиторов Астрахани, я это всегда подчеркиваю, не мог бы существовать без Астраханской консерватории. Во-первых, там очень много работает педагогов, нашей консерватории, они члены Союза композиторов, или выпускники, или имеющие отношение к консерватории. Во-вторых, у нас богатый исполнительский потенциал, потому что все практически исполнительские кафедры с удовольствием, по-другому не скажу, выступают и пропагандируют современную музыку разных композиторов, в том числе, надеюсь, еще и туркменскую, теперь благодаря вашим нотам. Ну, могу сказать о том, что вот, наверное, это покажется нескромным. Вот 40 лет я на Астраханском радио еженедельно веду программу, которая называется «Культура. Национальное достояние». Во-первых, звучит разная речь. У нас многонациональный наш регион, 150 народностей и национальностей проживает. У нас есть отдельные села, где проживают туркмены. И надо сказать, что они не забыты, всегда это очень ярко. Они выступают на национальных праздниках, в частности, Наурыз. Есть свои национальные праздники, мы с ними дружим, я их хорошо знаю. У нас и вот в этой передаче звучит классическая музыка и рассказ о современных композиторах, причем не только астраханских, но и московских. Я могу сейчас перечислять, потому что у меня много друзей в Союзе композиторов, и мне хочется всегда о них рассказать, об этой разнообразной, исключительно неоднозначной порой музыкой, даже Ярослав Судиловский, Настасья Хрущева, о ком я только не рассказывал и буду рассказывать. Конечно, Владимир Чернявский, который является выпускником Астраханской консерватории, он тоже член Совета, он сейчас возглавляет Краснодарский союз композиторов. Ну что ж, наверное, завершая, могу сказать о том, что музыковеды Астраханского союза композиторов тоже вкладывают много сил, энергии в пропаганду современного искусства. И в частности, вот недавно вышли книги, 2 тома, книги, которые называются «Русская тема в музыке зарубежных композиторов». Мне кажется, вот этот тренд набирает свой, это всегда было, это всегда существовало, но сейчас идет какое-то теоретическое обоснование, в частности, Людмила Павловна Казанцева очень много делает и вместе с учениками для того, чтобы вот как влияла зарубежная музыка на туркменскую, на азербайджанскую, на русскую музыку, мы более-менее хорошо знаем. А вот как влияла наша национальная культура на страны европейские, об этом как-то или стыдливо умалчивалось, или просто от незнания. И вот сейчас, мне кажется, начинаются открываться многие истории, которые мы до сих пор не знали. Ну, вот, пожалуй, наверное, может быть, еще упомянуть, наверное, надо Владислава Петрова, доктора наук. Может быть, есть смысл сказать, конечно же, Людмиле Владимировне Савиной, которая сделала и делает очень много по семиотике, по современным композиторам. Наталья Калинченко, которая занимается архивами. Ну, вот и ваш покорный слуга занимается музыкальным краеведением, который всегда, если есть возможность, записывает аудио, видео. У меня большой архив, фотографирую, как и сегодня, наверное, на концерте я буду это делать. Такой ведущий, который и слушатель, и который фотограф, и который аудиовизуальной антропологией занимается. Таким образом, Астраханское региональное отделение, как часть Большого союза композиторов, является творческим объединением композиторов и музыковедов разных направлений. И
оно издавна, несмотря на изменившиеся контуры, принципы организации российской музыкальной жизни, занимается важнейшей миссией популяризации многонационального современного творчества, соединяя новых форм российской академической музыкой с опорой, без сомнения, на классические образцы. Я очень рад закончить и благодарен за оказанную честь быть выслушанным. Ну и надеюсь, что конференция продолжит свой путь. А вам привет из Астрахани, в которой сейчас плюс 20, тепло, осень, бабье лето. У нас хорошо, комфортно. Идут занятия. Параллельно я сейчас как раз в консерватории нахожусь. А вечером вот этот концерт, в котором я и вместе с симфоническим оркестром нашей консерватории примут самое активное участие. Спасибо за внимание и еще раз привет из Астрахани. Теплый. Благодарим вас, Константин Владимирович Гузенко. Еще раз из Астраханской, нашей потрясающей губернии. Я передаю слово Рубену Павловичу Лисициану, советскому, российскому, армянскому певцу, вокальному педагогу, автору методических пособий, заслуженному артисту Российской Федерации, профессору Германо-Российской культурно-образовательной академии. Рубен Павлович выступит с темой «Армянская национальная композиторская школа. Трехмерный взгляд». Рубен Павлович, вы нас слышите, видите? Я слышу и вижу. Здравствуйте. Очень Здравствуйте. рад. Называется, действительно, я назвал Армянская национальная композиторская школа «Четырехмерный взгляд». Трехмерный взгляд, но я нашел еще один взгляд. Он маленький совсем, но взгляд. Прежде чем начать свое выступление, я хочу отметить гигантский материал, который мог бы занять большое количество лекций по истории античной, христианской, средневековой, классической современной музыки Армении. Исходя из этого, я изменил свое выступление в сторону оценки отдельных личностей в каждом взгляде. Взгляд первый. Если рассматривать армянскую музыку с этих ракурсов, сначала я так и хотел, то есть со стороны композиции, поэтического текста и исполнения, то необходимо найти примеры из творцов абсолютного достоинства, что я и сделал. И тогда проявилось и изобразительное искусство как четвертый взгляд. Так и оставим. В армянском композиторском искусстве выдающейся и непревзойденной фигурой является Комитас. Комитас – настоящее имя Согомон Геворгий Согомонян. Армянский композитор, музыковед, фольклорист, певец, хоровой дирижер, священнослужитель Армянской апостольской церкви. Он открыл миру армянскую народную и духовную музыку, выступал с концертами по Европе, имел там оглушительный успех. Во Франции перед ним стал на колени великий Клод де Бюсси. Как этнограф он объездил всю Западную Армению, собирая армянские народные песни, сделав бесчисленные обработки. Гигантский вклад Комитаса в музыкальное искусство Армении беспримерен. Это самое сакральное имя в Армении. В 1915 году он сам стал жертвой геноцида. Его спасли от смерти и вывезли во Францию, но разум его от всего увиденного был уже поврежден. Гений армянской музыки нашел свое последнее пристанище в Париже, в пригородной психиатрической лечебнице Виль-Жуиф, проведя там почти 20 лет. Память о нем живет в сердце каждого армянина. Комитас стал национальным символом Армении. Взгляд второй. Что касается второй составляющей поэзии, то она делится на три направления. Шараканы, чуть подробнее о них. Шараканоц – это богослужебные книги армянской церкви. Богослужебная книга – это одна из более 10 средневековых армянских ритуальных певческих книг, заключавших в себе гимны, песнопения круга церковного года. Шараканы – это памятники духовной культуры, поэзии, музыки, профессионального песнетворчества древней и средневековой Армении. Изучались и изучаются по нотному шараканоцу. Это сборник. В течение этого тысячелетия искусство шараканов с самого начала своего возникновения, испытавшее сильное влияние светской поэзии и музыки, пережило значительную эволюцию. Так как этот длительный период развития охватывает две разные эпохи истории армянского народа, принято различать шараканы раннего средневековья с 5 по 10 век и более новые, относящиеся к эпохе зрелого феодализма с 10 по 15 век. Это информация о первом направлении. Второе направление – это поэзия средневековых поэтов. И третье – это вклад великого английского поэта лорда Джорджа Гордона Ноэля Байрона в открытие для Европы армянской культуры и искусства в период его посещения одного из основных мировых армянских центров культуры
Также нельзя не упомянуть гигантский вклад Валерия Брюсова, сделавшего огромное количество переводов на русский язык армянских поэтов разного времени. С XII века на острове Святого Лазаря, Сан-Лазаро, находилась карантинная станция. С XVI века остров был покинут людьми. Остров Святого Лазаря стал центром возрождения армянского образования и культуры. Несколько слов о посещении армянского ордена мехитаристов лордом Джорджем Гордоном Ноэлем Байроном, который с 1816 года часто останавливался на острове. Комната, где жил Байрон, сейчас используется как его музей. Привожу одну из его записей. На меня, как вероятно, и на всех других путешественников, произвела большое впечатление община Святого Лазаря, которая, кажется, соединяет в себе преимущества монастырского учреждения, не обладая ни одним из его пороков. Писал он в одном из своих писем, расположенной на небольшом острове в южной части Венецианской лагуны, обители Сан-Лазаро-дель-Армени, ставшую одним из очагов армянской культуры, центром общественной мысли, образования, науки, искусства и книгопечатания. Еще одна цитата из его записи. «Чистота, комфорт, кротость, непритворное благочестие, таланты и добродетели братьев ордена способны внушить светскому человеку убеждение, что существует другой, лучший мир, даже в этой жизни». Конец цитаты. На острове Байрон знакомился с хранящимися в монастыре манускриптами. Поэт изучал армянский язык и историю. Вместе с ученым-монахом Авгерьяном он создал англо-армянскую грамматику, грамматика английского и армянского языков. Свои упражнения по армянскому письму Байрон собрал воедино в своей книге «Lord Byron, Armenian Exercises and Poetry» «Армянское упражнение и поэзия». В 1717 году на остров Сан-Лазаро, близ Венеции, прибыл армянский католический монах Манук ди Пьетро, мхитар Севастийский, бежавший ранее вместе с группой последователей из Мореи, которая стала ареной военного противостояния между Венецией и Османской империей, и отдавшийся под покровительство Папы Римского. Венецианские правители предоставили ему остров Сан-Лазаро, где он основал религиозный орден хитаристов и армянскую католическую общину. Остров был благоустроен, площадь его увеличилась почти в 4 раза до 30 тысяч квадратных метров. На нем были разбиты парки и сады, были построены монашеские корпуса с храмом и библиотекой. Библиотека включает коллекцию старинных книг, включая стихи и прозу средневековой Армении, старинные ноты. Все вместе более 150 тысяч экземпляров. Из них собрание манускриптов насчитывает более 5000 рукописей, среди которых 4000 рукописей армянских. Монастырь превратился в крупный научный центр по ориенталистике. В 1910 году Наполеон I присвоил ему статус Академия Армена Санкти-Лазари. Членами этой академии стали многие востоковеды, лингвисты и историки. В 1789 году построена типография. Помимо печати книг на армянском языке, она выпустила многочисленные издания на других языках, среди них более 50 на латинском, 80 на итальянском, 65 на французском, 75 на английском, 15 на немецком, всего на 36 языках. Что касается изданий на русском языке, то для их печати монастырев были специально приобретены соответствующие шрифты. Монастырь в разные времена посещали известные россияне. Император Александр I, художник Александр Иванов, Василий Жуковский, Николай Гоголь, Иван Тургенев, Петр Чайковский. Взгляд третий. Спустя годы образ Джорджа Байрона дал сюжет для одной из картин русского художника армянского происхождения Ивана Айвазовского «Посещение Байроном хитаристов на острове Святого Лазаря». К сожалению, и по техническим причинам я не могу показать, я подготовил и фотографии, и 2 музыкальных фрагмента, но у меня что-то случилось с компьютером, ну просто надо уже переходить на новый, хотя я привык к тому. Вот, и поэтому, к сожалению, не получится. Я надеюсь, ну, как-нибудь потом можно будет решить эту проблему. Хотелось бы все-таки, чтобы было полное выступление. И, наконец, 4-й взгляд. Ее называли просто Лусине.
И всем было ясно, что это могла быть только она одна. Я слышал ее раньше, но познакомились мы с ней на репетиции «Реквиема Верди». Мы с моим отцом прилетели в Ереван на первую репетицию. Вошли в зал. На сцене уже находился маэстро Оганес Чекиджан с Государственной хоровой капеллой Армении и оркестром. Он с кем-то оживленно разговаривал. Лусине сидела на стуле и листала ноты. Я подошел к ней. Она подняла на меня взгляд, и у меня закружилась голова. Глаза ее были такой дивной красоты, что все вокруг померкло. Она улыбнулась и сказала: «Здравствуйте». А я стоял совершенно околдованный и что-то лепетал в ответ. Подошел мой отец, она сразу встала, и они с нежностью расцеловались. Появился маэстро Чекиджан, обнял папу и протянул мне руку. Все были уже в сборе, и началась репетиция. Я изредка бросал взгляд на Лусине, но она была сосредоточена на пении. Партия ее была очень сложная. Подошло время и для моего основного номера «Инге Миско». Ария в высшей степени ответственная и требовала большой выносливости. Мне уже было не до воздыханий. После того, как я ее спел, маэстро удовлетворительно кивнул и сказал: «После репетиции подойдем к роялю, я тебе покажу пару мест по интерпретации». Лусине улыбнулась мне уже во второй раз. Я был счастлив. Мы проходили отдельные номера, и маэстро кропотливо занимался с оркестром и капеллой. Дисциплина была строгой, и он мог по много раз повторять одни и те же места. Вышкаленная им капелла была на высоте. Оркестр, глядя на хор, не роптал. Наконец пришло время финальной арии сопрано моего любимого номера «Реквиема». И тут Лусине показала такой совершенный образ смирения и святости, что слезы наполнили мои глаза. Я замер, оглушенный ее волшебнейшим пиано. Я стоял близко к ней, все стихло, и вдруг раздались смычковые аплодисменты оркестра. Мы виделись с ней на репетициях каждый день и много общались. В основном мы обсуждали творчество Комитаса, его трагическую судьбу, вспоминали жертв катастрофы 2015 года. И я сказал: «Лусине, в ваших прекрасных глазах есть отпечаток этого страшного времени». Она печально заметила: «Да, ужасы полного уничтожения христианства в Турции в течение десятков лет отпечатались в наших глазах». Я поцеловал ей руку. Мы встретились с ней еще раз в Париже во Дворце конгрессов, когда пели 9-ю симфонию Бетховена. Мы обнялись с ней, и я долго не отпускал ее. Я как будто чувствовал, что больше никогда не увижу ее. Потом, много позже, я несколько раз бывал в Ереване, и каждый раз она будто встречала меня своим ангельским пением. Ее голос очень часто звучал из уличных динамиков. Музыка великого Комитаса интерпретировалась ею с божественным совершенством. Лусине Закарян умерла в 55 лет от диабета. Ее прекрасные глаза уже переставали видеть и вскоре закрылись навсегда. Лусине, несущая свет, отдала его без остатка. Лусине Закарян также является символом Армении, и она там будет петь всегда, пока существует эта колыбель христианства. И в конце я хочу сказать два слова еще. Я хочу поблагодарить туркменский народ, который всегда поддерживал Армению, всегда помогал армянам в период их тяжелых фрагментах в истории. Спасибо Туркменистану. Благодарим вас, Рубен Павлович Лисициан. Удивительный человек, удивительной судьбы, потрясающий доклад. А теперь хотелось бы передать слово Дмитерко Леоноре Евгеньевне, заслуженной артистке России, скрипачке. Она сейчас для вас выступит с темой доклада «Исполнительская редакция скрипичных сочинений» Нуры Холмамедова. Я бы хотела немножко скорректировать свое. Я не буду касаться интерпретации, а просто я хочу сказать, насколько важным оказалась моя встреча с творчеством Нуры Холмамедова в моей жизни. Получилось так, что я именно, это мое хобби, интерпретирую. И классику это сложно, потому что, ну как же, тут навечно уже так, допустим, крещендо, как вы себе можете позволить иначе. И поэтому я мечтала встретить какое-то такое произведение, которым бы я была основателем традиции, как надо исполнять. И я нашла, вот, значит, задумала такую, еще на заре своего творчества, задумала программу такую «Музыка разных народов». И побежала в сайт композиторов, там искать в библиотеках, все такое. И нашла сонату Нуры Холмамедова в рукописном виде.
Она мне очень понравилась. Настолько понравилась, что я ее взяла в свой репертуар. И ну, так играла изредка. И вдруг в какой-то момент в зале присутствовали редактора такое старейшее издательство «Музыкальная музыка». И они сказали: боже мой, такое произведение, его надо издать. Но поскольку я все играю в своих редакциях, то я должна была, во-первых, показать автору непременно, а во-вторых, получить его позволение, его, собственно, это же его произведение. И я стала разыскивать Нуры Холмамедова. Разыскиваю, никто ничего не знает, никто ничего не знает, но где-то в Туркменистане. Потом я набрела, есть такой дом национальности в Москве, и попросила мне дать кого-нибудь из этой общины, там каждый имеет землячество. И мне дали, сказали, что у нас великолепный композитор, музыковед, общественный деятель, вообще человек-легенда, который на самом деле, в общем, навечно запечатлен, его личность, его деяния запечатлен, вот этого я раньше не рассказывала, но это факт, Музей современной истории в Москве. И поэтому вот этот человек вам точно все скажет. Этим человеком оказался гениальный композитор, как я потом уже выяснила, Арас Мухаммед Курбан-Ниязов. И я, значит, позвонила ему, хотела спросить, где же искать Нуры. Он мне сказал, что, вы знаете, по моим сведениям, он очень давно уже не жив. Жив в Туркмении. Надо написать в посольство Туркмении. Но это как-то мне показалось очень уже как-то слишком сложно. Я как-то это оставила. Но мне попросил сыграть его произведение Арас Мухамедович Курбан-Ниязов. Я его не могла назвать Арас Мухаммед, такого пожилого человека. Я его имя разделила напополам, и получился Арас Мухамедович. И вот он мне дал свое сочинение «Туркменский напев». Это такой шедевр, это просто потрясение. Я была потрясена красотой именно в музыке, вот вообще вот фольклора Туркменистана, понимаете, потому что это меня пленило совершенно. И с тех пор пленяет всех моих слушателей. И потом каждый год для меня писал свои сочинения Арас Мухамедович. Таким образом, гений Холмамедов мне открыл Арас Мухамедовича. А потом, когда я хотела показывать Арас Мухамедовича, и выяснилось, я познакомилась с еще одним гением, это новый гений, наш совершенно замечательный, потрясающий. И я с огромной радостью его играю все его скрипичные произведения совершенно. И, знаете, они имеют всегда потрясающий успех у слушателей. Ну, понимаете, каждый артист, он хочет играть такую вещь, которая дает ему успех. Это же естественно. И если вещи, допустим, нашего замечательного, ну, это просто чудесный композитор Мамеда Гусейнова, его произведение дает успех. Более того, люди, рыдая, подходят, говорят: боже, какой... А вот просто буквально скажу, элегия, только что я играл, да? Просто рыдали, вот слезы текли по лицу. Вот такие вот вещи он пишет. То есть, таким образом, я теперь играю 3 гениев Туркменистана. Совершенно восхищена. Да, но безмерно благодарна именно Холмамедову. А теперь благодаря нашему замечательному Мамеду я еще играю теперь все произведения скрипичные. Я их играла в 29-м, может быть, кто-нибудь слышал. И это все совершенно уникальные вещи, которые даруют успех любому, кто будет их играть. Большое спасибо. Большое спасибо, Леонора Евгеньевна. Такой душевный докладчик у нас. Сейчас на момент Сулейманович добавит. Да, спасибо большое. Меня немножко так расхвалили. Я хочу сказать, что интерпретация очень важна, потому что все вот эти вот Ойстра, Хоган, которые играли произведения современных композиторов, они именно делали интерпретацию. Поэтому эти произведения сегодня и Хачатуряна, и Шостаковича, они очень стали востребованными, потому что там все удобно, все качественно сделано. Поэтому исполнительские редакции очень важны. И вот сегодня они, к сожалению, уходят из
практики, поэтому современная музыка так редко востребована. И спасибо, Леонора Евгеньевна, что вы этим занимаетесь, делаете потрясающие редакции. Вот кто вчера был на концерте, Леонора Евгеньевна исполняла произведение Холмамедова. Это совершенно другое звучание. Если его произведения вот играют в ученическим таким, знаете, соната звучит, ну, такая вот хорошая для училища, для студента училища, такое произведение, то в руках Леоноры Евгеньевны это просто как симфоническое полотно прозвучало. Потрясающе она такие какие-то новшества сделала. Просто аккорды звучат, я услышал просто симфоническое звучание. Это очень интересно. И мы тоже выпустим обязательно такой же сборник скрипичных произведений и передадим в Туркменскую консерваторию, в Астрахань и везде, где наши друзья. И обязательно в библиотеку, где мы находимся, это Святая Святых. Да, так что это все будет распространяться. Спасибо большое. Друзья, ну что, переходим мы в наш солнечный Ашхабад. Нас слышат в Ашхабаде. Там мы видим кафедру прекрасную в консерватории Майи Кулиевой. Хотелось бы послушать доклад Миредовой Гунчи Назаровны, старшего преподавателя кафедры теории музыки Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой, с темой доклада «Международный конкурс молодых исполнителей имени Нуры Холмедова, Туркменистан, как один из факторов популяризации творчества туркменских композиторов». Пожалуйста, Гунча Назаровна. Здравствуйте еще раз. Слышно меня? Слышим и видим. Здравствуйте, Гунча Назаровна. При жизни Нуры Холмамедов знал и понимал души детей и находил тысячи способов, как поддерживать интерес ребят, увлеченных музыкой. Юные музыканты с нетерпением ждали желанного гостя. Композитор приносил им свои новые произведения, сам их исполнял. Именно он явился инициатором проведения первых конкурсов исполнителей фортепианной музыки среди учащихся детских музыкальных школ, которые затем переросли в международный конкурс молодых исполнителей имени Нуры Холмамедова. А началось это, когда вместе с весенними школьными каникулами приходили и праздники недели детской музыки для детей и юношества, в рамках которых проводились республиканские конкурсы юных музыкантов. Традиционно они начинались торжественным открытием, а заканчивались в Туркменском театре оперы и балета имени Махтумкули, награждением и концертом его лауреатов. Одновременно с конкурсом проводились и олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам. Участниками конкурса были победители первых туров, в которых участвовали более 850 воспитанников 67 детских музыкальных школ нашей страны. Вначале соревнования проводились в самих школах, а затем музыканты, занявшие первые и вторые места, принимали участие в областных конкурсах и уже в Ашхабаде показывали свое искусство самые талантливые девочки и мальчики, будущая музыкальная надежда. В связи с тем, что эти конкурсы являлись открытыми, приглашались учащиеся детских музыкальных школ из других стран, из России, Украины, Грузии, Азербайджана, Латвии, Киргизии и других. Председателями жюри были крупные музыканты-композиторы, такие как Чарин Урымов, Реджеп Балаяров. Членами жюри были лучшие учителя детских музыкальных школ всей Туркмении, Республиканской средней специальной музыкальной школы, Туркменского государственного музыкального училища имени Дангатара Авесова, Туркменского государственного педагогического института искусств, а также учителя из других стран. Это Сердар Мухатов, Херунцев, Стариков, Навслишвили из Грузии, Штраусса, Латвия, Ванюкова, Киргизия по фортепианному отделу, Амиан, Шиманович, Илюнина, Назаров, Мусорина, Айвар, Латвия, Калинина, Киргизия по струнному отделу, Ларионов, Анташ, Новикова, Рощина по музыкально-теоретическим дисциплинам, Изизов, Артыков, Сапаров по духовому отделу, Джульгаев, Кулиев, Кутумурадов, Куриня, Латвия по национальному отделу, Глазунов, Нагорнов по народному отделу и другие. Юные гости и друзья наряду с произведениями классиков обязательно исполняли это условие конкурса и сочинения туркменских композиторов, так же, как и воспитанники школ Туркменистана. В программу конкурсантов включались произведения Дангатара Авезова, Топлы Нурыева, Нуры Мухатова, Нуры Холмамедова, Амана Агаджикова, Реджепа Реджепова и туркменские народные мелодии. Мне повезло стать одной из участников этих конкурсов и лауреатом второй и первой степени по музыкально-теоретическим дисциплинам. Тогда эти конкурсы посвящались датам образования страны. Торжественная часть начиналась с жеребьевки, концерта, встречи с лауреатами прошедших конкурсов 1972, 1974, 1976, 1980 годов.
Все прослушивания проходили в концертном зале Республиканской среднеспециальной музыкальной школы. Одной из форм работы была неделя детской музыки, проводимая на разных уровнях, от столичных совещаний, где представительствовали музыканты из разных стран и проходили обсуждения проблем, связанных с музыкой для детей, до концертов новых произведений, встреч с профессиональными музыкантами, композиторами и исполнителями, и олимпиадах музыкально-теоретическим дисциплинам среди учащихся детских музыкальных школ. Что давали эти встречи? Знакомство с музыкой не в учебном, а в творческом общении, через непосредственное собственное восприятие, открытие для себя произведений композиторов разных эпох. Это всегда способствует рождению индивидуального, только ему одному присущего отношения к искусству, что в конечном итоге воздействует на формирование личности ребенка. Значимость таких встреч велика. Не только ребята, но и композиторы получали для себя в таком контакте многое. Ведь не найти слушателей более чутких, отзывчивых, честных, чем дети. Во встречах с ними проверяется художественный уровень уже написанного, возникают идеи и замыслы, которым суждено стать новыми произведениями. А новые произведения – это и новые встречи. Многие из участников и победителей конкурсов олимпиад разных лет стали профессиональными музыкантами и работают в Туркменской национальной консерватории и в разных странах мира. Из туркменистанцев это Нуры Сердаб, Латинская Америка, Резова Михриб, Латвия, Бабыева Джумал в Швейцарии, Арапицанц Репсине Анна Аслян Альбина, Каци Юлия в Соединенных Штатах Америки, Савина Лена, Ульянец Наталья, Чмель Елена в России, Малукян Игорь Германии и другие. Спасибо за внимание. Гонча Назаровна, благодарим вас. А теперь хотели бы послушать Сапылгердыеву Лейли, старшего преподавателя кафедры музыкальной педагогики Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой с темой доклада «Эмоционально-психологические особенности музыки Нуры Холмамедова». Здравствуйте всем. В начале своего выступления хотела поблагодарить за возможность принимать участие в таких конференциях. Естественно, музыка Нуры Холмамедова является бесценной жемчужиной в сокровищнице туркменского искусства, его национальным достоянием. Каждый слушатель, вслушиваясь в прекрасной мелодии, размышляет над феноменом творческой личности композитора, открывая для себя много нового, ранее незамеченного. Ведь весь жизненный путь туркменского орфея был наполнен непрекращающейся работой творческой мысли, постоянным восхождением к духовным вершинам. Это был путь художника, подарившего миру необыкновенный по красоте и глубине, по искренности и правдивости музыкальные сочинения самых различных жанров. Музыка Нуры Холмамедова обращена ко всем и к каждому в отдельности. Она заставляет думать и сопереживать, волноваться и восхищаться. В годы независимости Туркменистана творчество нашего композитора становится все более притягательным, особенно для нового поколения. Сегодня мы вновь и вновь вслушиваемся в прекрасные мелодии, размышляя над феноменом творческой личности композитора, открываем для себя много нового, ранее незамеченного. Творчество Нуры Холмамедовой – это мощная духовная связующая нить между прошлым, настоящим и будущим туркменского народа. Творческая удача Холмамедова определяется тем, что он сумел создать образ подлинно народный и вместе с тем отмеченный печатью неповторимой индивидуальности, привлекающей свежестью использования национальных традиций. Фундаментальные знания мировой музыкальной классики, личные творческие пристрастия не только не мешали формированию собственного музыкального стиля, но и помогли поиску нового индивидуального творческого пути. Симфонический оркестр для Нуры Холмамедова не был сочетанием чужеродных инструментов. В его музыке он зазвучал, заговорил на родном для композитора языке, стал послушным выразителем музыкальных идей, образующих прочную философскую систему, основанную на безграничности национальных художественных ценности. Нуры Холмамедов – самобытный творец фортепианных произведений, обладающий неповторимым стилем. Его сочинения открыли новую главу туркменской фортепианной музыки.
В них необычно выразительно проявились экспрессивный почерк и изобретательность композитора. Яркий мелодизм, богатство музыкальных образов, чувств, эмоций не перестают привлекать к ним внимание исполнителей и слушателей. Фортепиано было любимым инструментом композитора. Он сочинял для него всю творческую жизнь, был первым исполнителем многих своих произведений. Фортепианное сочинение Нуры Холмамедова характеризует два начала – импровизационность и программность, без чего он не представляет творческого самовыражения. Наследие Нуры Холмамедова, естественно, необычно богат духовный мир, устремленный в вечность. Это мир, вобравший в себя очень многое. Благоговение перед народной песней, восхищение искусством народных музыкантов, преклонение перед величием и мудростью классиков. Народное искусство, родная природа для композитора, первооснова всего духовного. И одним из блистательных и колоритных произведений фортепианной музыки является пьеса «Звуки Дутара». По экспрессивности, выразительности, силе эмоционального воздействия произведение не имеет аналогов в туркменской музыке. Это одна из самых популярных пьес для фортепиано. Интересно представляется звуковой строй сочинения, который характеризует сдержанность, строгость, немногословность. Все это словно идет из самой жизни народа, от окружающей его природы. Эмоциональный строй звуков дутара с его контрастами и драматизмом определяется складом национального искусства. Естественно, в конце выступления хочу сказать, что есть известные в мире поля, но у каждого человека есть и свое поле. В сердцах сотен и тысяч людей есть поле Холмамедова. Это прекрасный мир его музыки. В это поле однажды вошедший не покинет его никогда. И свое выступление хочу завершить стихотворением. Творящее сердце, сокровище сущее, ведь в нем все прошедшее, в нем все грядущее, в нем все, что написано и не написано, и вечность, как в собственном доме прописано. Благодарю за внимание. Благодарим вас. Спасибо большое за это стихотворение. Это Хаджика Калиева. Я даже на эти стихи написал роман, Нуры Холмамедову посвятил. Спасибо большое. Шикарные стихи. А мы хотели бы послушать следующего докладчика Язмамедову Гульбахар Ялкабовну, старшего преподавателя кафедры истории музыки Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой, с темой доклада о средствах музыкальной выразительности в творчестве Нуры Холмамедова на примере двух тетрадей мимолетностей. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники конференции. Значит, мой доклад о мимолетностях Нуры Холмамедова. И, на мой взгляд, наверное, это сочинение наиболее популярное после «Звуки Дутара» среди в педагогическом репертуаре детских музыкальных школ. Две тетради детских пьес для фортепиано «Мимолетности» Нуры Холмамедова представляют собой цикл, включающий в себя 12 пьес, в каждой по 6 миниатюр, в котором органичным является сочетание традиционных музыкально-выразительных средств и национального, ладового, интонационного и ритмического материала. По характеру образного наполнения и настроений пьесы цикла можно разделить на следующие группы. Лирическая, нежно-мечтательная, авторская, связанная с жизненными наблюдениями, лирика-философская. Пьесы цикла отличаются яркостью образного содержания. Объединение их происходит благодаря присутствию лирического начала, сообщающего циклу несомненную ценность. В каждой миниатюре композитор использует звукоизобразительные приемы, выраженные преимущественно имитацией звучания, тембров национальных инструментов, дутара, туйдука, свойственных им способов звукоизвлечения. Особенно активно Холмамедов воспроизводит дутарное звучание с их изысканной орнаментикой, прихотливой ритмикой
и гибкой ритмической переменностью. Связь с национальными традициями проявляется в характере вариантно-попевочного типа развертывания музыкальной ткани. Широко представлены в цикле типичные для дутара кварты и квинты. В мелодике мимолетности Холмамедов использует выразительные краткие попевки с характерными для туркменской народной музыки малосекундовыми соотношениями. Большим разнообразием отличается гармонический язык цикла, где наряду с аккордами терциового строения можно встретить аккорды с внедренными тонами. Знаковым компонентом вертикали является кварта, которая выступает в роли самостоятельного действующего созвучия. Опора на кварто-квинтовые гармонические комплексы придают музыке народно-жанровый колорит. Одним из формообразующих элементов музыкальной ткани становится астенатность. Фактурная, ритмическая, мелодическая, длительные органные пункты на тонике доминанте, непрерывные репетиции интервалов, затейливо-фигурационные движения – все это приемы гармонизации, связанные с традициями народной музыки. Мимолетности Холмамедова представляет все разнообразие и богатство ритмической организации туркменской музыки. Среди ритмических приемов, активно использованных композитором, выделяется метроритмическое варьирование, которое проявляет себя на уровне мотивов отдельных фраз. Яркой иллюстрацией здесь является первая пьеса из второй тетради. На фоне длительного тонического органного пункта происходит варьирование основной ритмоформулы. Характерной особенностью музыкального языка является метроритмическая переменность. Примечательно, что композитор пользуется главным образом смешанными метрами, свойственными туркменской народной музыке, такими как 6/8, 7/4, 6/4, 4/4 и другими. Остановимся более подробно на второй тетради мимолетности. Первая пьеса «Упрямый козел и мальчик» построена по принципу контраста, отвечающего общей программной направленности. Простейшими выразительными средствами обрисован образ мальчика и упрямого животного. Структура миниатюры укладывается в рамки простейшей двухчастной репризной формы, в основе развития которой лежит принцип видоизмененной повторности начальной фразы, выражающей себя в ритмическом варьировании. Тональный план первой пьесы не выходит за пределы диатонического родства. Все произведение звучит в ля миноре, натуральном, а также характерным понижением второй и пятой ступеней. С первых же тактов пьесы мы слышим свойственные туркменской профессиональной музыке кварто-квинтовые попевки, обилие двузвучий. Иной тип фактуры присутствует в средней части пьесы мелодии с аккомпанементом. «Полет бумажных змей» – следующая миниатюра цикла, написана в простой двухчастной форме. Музыкальный язык здесь вполне традиционен. Гомофонно-гармоническая по своему складу, она отличается зыбкостью фактуры. Данный эффект создается благодаря подвижности музыкальной ткани, обилию гомообразных стремительных пассажей. Начальное построение представляет собой параллельное триольное движение в унисон двух мелодических линий, сочетающиеся с выразительными ритмическими переливами. Во втором периоде происходит смена метра 6/8 на 3/4 и темпа. Еще один жанрово характерный образ показан в пьесе «Краб». Обилие острых синкопированных ритмов, трелей, мажор-минорных созвучий рисует в ней неуклюжего краба. Пьеса написана в простой трехчастной форме с контрастирующей серединой. Композитор подчеркивает национальное своеобразие музыки, используя различные ладовые оттенки. До мажор, мелодически с повышенной четвертой ступенью, сочетающие признаки мажора минора, ля минор в среднем разделе формы. Следующие две мимолетные... Простите, пожалуйста, Гульбахар Ялкабовна, у нас уже время выходит. Простите, вы можете завершить 1 минуту, вам дадим? Хорошо, заключительная фраза. Спасибо. Живописная картина природы предстает перед слушателями в последней пьесе цикла размышлений. Написана она в простой двухчастной репризной форме с контрастирующей серединой. Пьесу предвосхищает стихотворное предисловие, овеяно ширь от хазарских забей, до глади джихуны ветрами туркмени моей, махтом кули. Для музыкального языка характерно разнообразие мелизматики, эффекты глиссанда. Здесь много звукоизобразительных моментов, поступь караваны, интонации человеческой речи, звуки природы, пение птиц. И закругляя свое выступление, я бы хотела сказать, что цикл миниатюр мимолетности представляет собой яркую страницу в творческом наследии Нура Холмамедова. Композитор использует здесь широкий спектр выразительных средств, служащих воплощению поэтичных художественных образов. И каждая пьеса в нем отличается своеобразием письма, естественно сочетающая язык туркменской национальной музыки и европейского музыкального мышления. Спасибо за внимание.
Благодарим вас. Это такой замечательный доклад. Мы так все погрузились в фортепианное творчество Нуры Холмамедова. Мы тоже распространяем эти ноты. У нас на нашей электронной библиотеке фестиваля есть все эти циклы. И дети с удовольствием играют, даже вот московские дети с удовольствием. И у нас сейчас вот будет конкурс, завтра как раз начинается исполнительский конкурс. Очень много выбирают именно вот эти вот мимолетности и детские пьесы. Это на самом деле... А детей не обманешь. Вот если дети берут и с удовольствием это играют, это показатель. Потому что для детей надо писать и быть честным человеком, как говорили писатели, да, дерзкие. Наши туркменские коллеги из Ашхабада, вот мы просим сразу двух докладчиков подойти к кафедре. Это Джумагулыева Зульфия Аразовна и Нурыева Энаджан Гадамовна. Зульфия Аразовна – кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры теории музыки, а Энаджан Гадамовна – преподаватель кафедры специального фортепиано Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой. Они выступят с докладом «Жанр и форма вариаций в творчестве Нуры Холмамедова». Здравствуйте, я Нурыева Энаджан Гадамовна, преподаватель специального фортепиано Туркменской национальной консерватории. Тема моего доклада – жанр и форма вариаций в творчестве Нуры Холмамедова. Я бы хотела представить презентацию. Вам презентация видна? Отлично, все видим, все слышим. Так как мы подготовились фундаментально, но у нас очень малое количество времени, я немножечко сокращу свой доклад. Нуры Холмамедов обращался к жанру и форме вариации неоднократно. В первую очередь в камерно-инструментальной музыке. Вариации были созданы им в разные периоды творчества, начиная с периода учебы в музыкальном училище и заканчивая последним десятилетием жизни. В числе вариационных композиций темы с вариациями для фортепиано, цикл для скрипки с фортепиано на тему туркменской народной мелодии Нарагаджи. В форме вариаций написана фортепианная пьеса «Я Атлама» и вторая часть скрипичной сонаты. Типы вариаций разнообразны: остинатные, строгие, смешанного и свободного типа. Подробно на каждый вариант, на каждой пьесе не стану останавливаться. Можно 8-й слайд? Хотелось бы рассказать про вариации на тему Нараваджи. Созданные в последние десятилетия жизни композитора, вариации на народную песню Нараваджи для скрипки и фортепиано в 1973 году одно из самых проникновенных произведений во всей туркменской художественной музыкальной литературе XX века. Произведение в полной мере раскрылся драматургический талант композитора. Широко распространенная на Востоке мелодия Нараваджи стала поводом к рождению романтичной баллады, драматичного повествования. Произведение отчетливо определяется драматургическая линия развития начального образа, от светлой нежности через энергию, борьбу, через скорбь, через смятение и негодование к сокрушимой воле, а затем к тихому примирению, возвращению к образу лирики, но уже на новом уровне, обогащенном опытом борьбы и страданий. Интенционная и образная связь между вариациями необычайно сильна, что способствует целому восприятию цикла. Включение новых тематических элементов, резкие смены настроения, темповые, жанровые, тональные смещения, отход от начальной образности, затем возвращение к лирике темы и ее тональности в последних тактах заключительной вариации вносит в цикл элемент сонатности. Цикл относится к вариациям свободного типа. Даже в начальных, на первый взгляд, фигурационных вариациях тема значительно видоизменяется. Сравним для примера две темы во второй вариации.
Далее следуют характерно жанровые вариации, воинственные и похоронные марши, прелюдийная токкатная пятая вариация, сочетающая в себе эпизод скачки, эпизод прощания, шестая вариация. На композицию цикла сказалось влияние работы автора в кино. Как уже отмечалось, все развития подчиняются ясно выраженной сюжетной фабуле. Начиная с третьей вариации, ни в одном из разделов цикла не выдерживается какой-либо один тип фактуры, определенный композиционно-технический прием. Каждая вариация подобна отдельной сцене из кинофильма. Кадры сменяют друг друга, что выражается в неоднократной смене типов фактуры, функции инструментов, динамики, темпа, исполнительских штрихов. Примечательно, что композитор применяет в цикле лейтмотивы всего своего творчества. Мотив судьбы, мотив скачки, прибегает он и к использованию и других символики. В целом, к числу характерных особенностей вариации Нуры Холмамедова относятся рельефность образов, наличие скрытой программы, сюжетной фабульности, а в связи с этим обогащение вариационной формы с принципами сонатности, широкий диапазон методов варьирования, ярко индивидуальных тем. На драматургии циклов сказалась работа в жанре киномузыки. Разгадки замыслов композитора способствуют применению в цикле образно-интенционных лейтмотивов, проходящей красной линией через все его творчество, мотивы судьбы, символики. Того же судьбы, символики цифры 3. Ламентозных... Благодарим вас, Инаджан Гадамовна. Извините, пожалуйста, у нас тут по времени мы тоже не укладываемся. Если есть возможность, пригласите, пожалуйста, нашу драгоценную Осипову Елену Павловну. Мы уже ее видели сегодня, нашего модератора в Туркмении. Кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой с темой доклада «Опора на народные традиции. Плюсы и минусы при формировании авторского стиля молодого композитора». Творчество композитора – явление многогранное, а формирование авторского стиля – процесс сложный и не всегда последовательный. С момента возникновения такого явления, как академическая композиторская школа, одним из показателей уникальности творчества композитора стала опора на национальные традиции. Появление народно-национальной почвенности в практической жизни часто связано с подражанием творчеству выдающихся предшественников. В творчестве молодых туркменских композиторов в качестве кумира позиционируется личность Нуры Холмамедова. Воздействие его музыки ощутили на себе большинство начинающих авторов, что проявилось в прямом цитировании мелодии, фактурного оформления произведений, темброво-оркестровых красок. Многогранность личности Холмамедова и эмоциональная насыщенность его музыки оказывала и оказывает такое сильное воздействие, что молодые авторы годами не могут выйти из круга притяжения холмамедовского стиля. Являясь прямыми адептами его сочинений, они не ищут свой собственный авторский стиль. Особенно данный процесс характерен для композиторов, пришедших в профессию с начала 21 века. Было бы несправедливо не упомянуть молодых отечественных авторов, чье творчество напитано национальным материалом, но при этом в музыке явно ощущаются поиски новых возможностей его использования. Среди них Керим Джамагулиев, Айна Широва, Майса Мамеджумаева. Каждый из авторов работает в близких ему жанрах и в собственной манере. Печально, но за 30-летний период независимости Туркменистана можно назвать лишь несколько имен развивающихся отечественных молодых авторов. Найти собственную опору, обрести авторскую позицию возможно при глубоком изучении национальной культуры. И огромную помощь в этом процессе может оказать отечественное этномузыкознание. Следует отметить, что современными исследователями выполнен ряд разработок интересующего аспекта, в результате которых определены многие формообразующие, интонационно-ладовые, темброво-акустические параметры туркменской народной музыки. Обратиться к этим знаниям, определить для себя генеральную линию развития – это задача самого композитора. Однако в современных условиях взаимодействия различных национальных культур вокруг личности композитора формируется широкий поликультурный контент. Автор, работающий в определенной стилистике или технике, не является менее значимым для культуры своего народа, чем тот, кто обращается к народному творчеству. Задача композитора – затронуть струны души своего слушателя. А какими способами он будет это делать? Показать уровень его интеллекта и мастерства. Талантливый, ищущий композитор, обращаясь к любой национальной культуре,
находит в ней ответ на интересующие его вопросы, связанные с образом создаваемого сочинения и со средствами выразительности. Я не считаю, что использование в собственном музыкальном стиле универсальных мелодических, ритмических, фактурных оборотов с уже закрепившейся семантикой мало интересно современному слушателю. Именно с них подчас считывается авторский замысел. Возможно, при этом стирается грань между национальной определенностью и универсальностью музыкального языка. Но разве это хуже закосневелого подражательства, выдаваемого за поиски собственного стиля? Среди композиторов, чьи первые музыкальные впечатления и знакомства с академической культурой связаны с туркменской землей, а ныне живущих за пределами Туркменистана, есть крепкие мастера, получившие признание в профессиональной среде. Алла Пенкина, Испания, Мамед Гусейнов, Нелли Чебанова, Мирдан Бешимов, Россия, Тела Авезова, Арабские Эмираты, Елена Сажикова. Стиль каждого из них можно уже определить как авторский, вышедший за пределы какого-либо влияния. В музыке Гусейновой и Авезовой ощущается национальная туркменская почвенность в разной степени ее отражения. Стиль Чебановой ближе к европейской традиции с ее унифицированным музыкальным языком. Творчество Сажиковой связано с поисками средств выразительности нулевой идентификации. Главное, что эти авторы создают свой музыкальный язык, не подражая, не цитируя музыкальные высказывания отечественных классиков. Во многом они мыслят более широко, выходя за рамки определенной национальной культуры. И мне думается, что в творчестве таких авторов процесс глобализации, активно анализируемый современными политологами, находит свое конкретное воплощение. Наша планета – это крошечный атом в бесконечной вселенной. Печальные события последних лет тому подтверждение. Язык музыки единственный, не требующий перевода, а композиторы – это именно те люди, которые создают новые формы общения. И неважно, несет ли их творчество национальную идею. Главное, чтобы в композиторских опусах чувствовалась искра Божьего благословения. Спасибо. Да. Елена Павловна, спасибо за такой доклад потрясающий. Спасибо, Елена Павловна. У меня сейчас пришла, знаете, слова тоже Хаджика Калиева. Он писал: «Мы пишем в халмамедовском ключе излюбленные изизовские темы». Так что это может быть неплохо, что в начале своего пути композиторы идут по халмамедовскому, да, пишут в халмамедовском ключе. И вообще Халмамедов, любой вообще композитор, он, если это масштабная такая личность, она, можно сказать, облучает всех, кто рядом с ней по времени. Это если мы вспомним Вагнера, да, который облучил практически весь 20 век. Там все оттуда черпали концепции, вот эти все симфонические. Так что это нормально и закономерно. Так что все хорошо. Спасибо. Спасибо, Елена Павловна. Ненадолго мы уедем из Ашхабада, совсем на чуть-чуть. Глазунов Вячеслав Иванович, профессор факультета народных инструментов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова и, соответственно, художественный руководитель оркестра народных инструментов Санкт-Петербургской государственной консерватории с темой доклада о некоторых особенностях формирования музыкально-слуховых представлений в классе оркестра туркменских народных инструментов. Вячеслав Иванович. И нет его, да? Не отзывается, да? Ну, значит, перейдем к очникам. Да. У нас здесь замечательные докладчики. Хотела бы пригласить сюда к нам за стол Евгения Кирилловича Волкова, российского дирижера, хормейстера, театрального педагога, лауреата и члена жюри международных конкурсов, музыкального руководителя мастерских профессоров Бертмана и Лаптева в Государственном институте театрального искусства в Москве, преподавателя Санкт-Петербургской консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова с темой доклада «Живи и помни» Кирилла Волкова «Новая фольклорная волна» или «Русский национальный веризм». Евгений Кириллович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я, во-первых, хочу искренне поприветствовать всех устроителей этого чудесного фестиваля, и Мамеда Сулеймановича, и уважаемую Юлию Пономаренко. Очень важно, что мы сейчас
собираем те камни, которые чуть не были окончательно разбросаны после известных всем исторических событий. Это безмерно важно для каждой национальной культуры, и прикосновение к творчеству Нуры Холмамедова, и в связи с этим разговоры о национальных школах сейчас безмерно важны. Мой отец, народный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат Государственной премии Меглинки Кирилл Евгеньевич Волков, учился с Холмамедовым в одно время. Это вообще был момент, когда в мир вышла целая группа композиторов из различных союзных республик, которые были несколько искусственно объединены понятием «новая фольклорная волна». В действительности этот музыковедческий термин в достаточной мере искусственный. Сколько я не общался с композиторами, которых к этой новой фольклорной волне относили, всех этот термин вызывал в достаточной мере даже раздражение, потому что он пустой, искусственный, он ни о чем не говорит. Даже само, вот я сейчас слушал доклады коллег, вот даже само обращение с народным материалом, я не планировал об этом говорить, но есть условно метод Леуша Яначка, это когда мы работаем с цитатным материалом. Есть метод, например, такого гения, как Богуслав Мартину, где цитат почти нету, а все пропитано национальным материалом. И вот, например, Холмамедов, насколько я понимаю, часть времени работал в яначковской манере с прямым цитированием, а часть времени в манере Мартину, когда он как бы работал в общемировых трендах, но при этом материал национальный. Совершенно так же работали и все композиторы вот этой советской новой фольклорной волны. Беда еще в том, что советское музыковедение, будучи частью, естественно, идеологического аппарата, поневоле будучи частью идеологического аппарата, были вынуждены делать какие-то фигуры и пируэты умолчания. И многие явления в музыке не могли называть своими именами. Да так было не только в музыковедении, а и в литературе. Вот если вы обратите внимание, тема моего доклада опера «Живи и помни». Это главная из 7 опер Кирилла Волкова, опера, удостоенная государственной премии, опера, неоднократно ставившаяся за границей, причем в Германии. 2 постановки в Германии оперы о Великой Отечественной войне. Это исключительное явление. Первая постановка была в Дessau, а вторая в Берлинской академии музыки. Это был дипломный спектакль сейчас крупнейшего дирижера Михаила Гютлера, между прочим. И это опера по повести Валентина Распутина, всем вам известный. И здесь поднимается тоже вопрос. У нас был придуман термин «писатели-деревенщики». Это очень странно. Этот термин тоже ничего не обозначает. Это такая резервация. Резервация людей, которые писали о русской деревне. При этом литературный стиль никак не был охарактеризован. И у меня всегда возникал вопрос, а почему мы тогда не называем деревенщиком, например, Джованни Вергу или раннего Пиранделло? Это совершенно то же самое, только на другой национальной почве. Почему это нельзя было называть национальным веризмом? Дело в том, что Россия, она в принципе этап веризма перепрыгнула. Ну, можно было бы, наверное, погрузиться в изучение причин, но это будет слишком долго. Скорее всего, ближе всего к веризму подошел Лев Николаевич Толстой, например, в своей пьесе «Власть тьмы». Но у него были проблемы с цензурой. И в какой-то степени он потом вот эту вот горькую правду о крестьянстве он говорить прекратил, он переключился на другие темы. С другой стороны, русским веристом был Шолохов. Но тоже это было не замечено. Люди отвлекались на идейную сферу его произведения. А то, что это настоящий веризм, это бытописание отношений в простом народе, как они есть, никто на это не обращал внимания. И затем появилась вот эта вот когорта писателей-деревенщиков, кстати, очень разноплановых, которых надо было бы классифицировать, а их согнали вот в эту резервацию под таким странным и немножко уничижительным названием.
И совершенно так же у нас в музыке не случилось веризма, тоже по очень большой, тоже по достаточно понятным причинам. Все-таки развитие русского оперного творчества, оно было в какой-то степени скачкообразно. Мы все время нагоняли мировые процессы и торопливо перепрыгивали некоторые этапы, которые должны были сформироваться. И при воплощении даже верийских произведений жанр музыки был уже иной. Вот, например, шолоховские произведения, они попали в руки, допустим, Дзержинского, который создавал такую, ну, я бы сказал, псевдоэпическую неоклассику русскую, то, что было нужно тогдашним властителям. А, к примеру, произведения Толстого, которые должны были быть отнесены к верийским, к примеру, «Воскресенье», на них писали только иностранцы. Есть две великих оперы по «Воскресенью» Толстого, это опера Франка Альфана и опера словака Яна Цикера. И это тоже очень интересно, это сегодня даже затрагивали, эта тема Оигиса, да, но я, в общем, конечно, не знаком с этой партитурой, и, насколько я понимаю, полного исполнения это не было. Это мы сейчас вообще уедем в историю малоизвестных опер, начнем говорить о поздних операх Масолова, и я уйду от темы, собственно, своего сообщения. Вот, я говорю только о том, что в итоге непройденный этап, он все равно должен быть пройден, может быть, позже, чем в других, скажем, народах, в других национальных культурах, и, конечно, по-иному, уже на ином этапе. И вот опера по «Живи и помни» – это 2 действия, это 11 картин, это фактически такая большая форма ронда, потому что там 5 встреч главных героев, Настены и Андрея, которые перемежаются эпизодами жизни деревни. И ближе всего, в общем, сама коллизия к сельской чести Джованни Верги, если честно-то говорить. Есть вернувшийся с войны не очень по-хорошему солдат, который, его поведение вступает в конфликт с поведением общины, и солдат разрушает свою жизнь и жизнь тех, кто оказывается с ним связан. Он губит людей. И вот это, в общем-то, тема верийских произведений, как правило, это соприкосновение программ коллективного сознания традиционной общины и личности. И можно сказать, что в этом смысле веризм, он продолжает романтическое построение, то есть личность и общество, но совершенно по-другому, личность и традиционная община. То есть такой как бы крупный план. И «Живи и помни», у этой оперы было 2 редакции. Первая была симфоническим оркестром, она ставилась только за границей в Германии. И затем по просьбе Бориса Александровича Покровского Кирилл Волков создает камерную редакцию для оркестра театра. И вначале оперу ставит ныне доктор искусствоведения профессор Николай Иванович Кузнецов, но затем Борис Покровский берется за постановку сам, он фактически меняет каст и меняет весь облик постановки. И надо сказать, что год постановки 1983, и в этот момент все, вот вещи такого рода, они приближаются по режиссерскому решению и по взгляду даже самих авторов. Ведь иногда бывает так, что автор пишет и глядит на проблему по одному, а затем выясняется, что есть столько материала у него, что можно посмотреть совершенно с другой стороны. И в этот момент все идут к эпической трактовке, к такой эпико-романтической. Постановка приближена к античности, и вопрос стоит о, значит, высокой этике, о том, что предавший человек, он входит в конфликт с миром как христианской общины, но в итоге и с миром природы, и вот это вот тогда очень такой модный тренд отождествления традиционной общины и мира природы, такого первозданного мира, и это все, кстати, свойственно и творчеству национальных школ других республик Советского Союза, и под этим подписался Байнур Холмамедов и все композиторы, работавшие в национальных манерах. И смерть Настены, ее самоубийство трактовалось как вот такой вот
тяжелая, но в какой-то степени закономерная жертва примирению человека с миром, возвращение его обратно в лоно этого мира. Но сейчас и также были подобраны исполнители, потому что, по сути, Покровский выбрал на главные роли людей, которые обычно пели Моцарта. Это была Лидия Николаевна Скусниченко, Трофимова, замечательная, легкая сопрано, ученица Масленникова, и Алексей Владимирович Мочелов, прекрасный бас-баритон. И это тоже очень интересный выбор легких голосов на такие драматические коллизии. И они замечательно сыграли и выполнили замысел великого режиссера. Но сейчас, особенно вот когда мы попадаем в тот момент, когда вся эта тематика оживает, мы видим абсолютно иное здесь. Мы видим вот этот вот мир как общину людей, соединенных программами коллективного сознания, намертво спаянных этими программами и отторгающим любого человека, который в это не вписывается. И вот главная героиня Настена, она сразу оказывается отдельным от этого мира, она противопоставляется и хору, она противопоставляется и односельчанам, она крупнее. И да, с ней случается это несчастье, потому что приходит ее муж, дезертир, и у них был бесплодный брак, а зачинает она вот в этот момент. И она никогда не может сказать, что ребенок от мужа, ее отторгают все. И она пытается по совести, по добру, по правде жить одна там. И оказывается совершенно одна. И что самое интересное, исход ведь напоминает мадам Баттерфляй Пуччини, но он более жестокий, потому что Баттерфляй умирает, чтобы ее ребенок жил. У ребенка есть шанс. Она дает ему американский флажок и отправляет к Пинкертону, и ребенок будет счастлив. А здесь, у нас, она должна забрать с собой ребенка, потому что время было такое, что он бы не знал счастья вообще. Он был бы виноват просто тем, как и у кого он родился. И здесь, это чистый веризм, я хочу сказать. И сегодня мы работаем в мастерской Дмитрия Александровича Бертмана над отрывком из «Живи и помни». И, возможно, будет из этого дипломный спектакль, режиссер Анатолий Владимирович Ахреев. И сейчас для этого нужны совершенно другие голоса, насыщенные голоса. Я бы сказал, такие вердиверистские, плотные, я бы сказал, тяжелые, потому что в хорошей, в настоящей музыке грани взгляда на нее, они меняются со временем. В этом ее и ценность. Вот сегодня много говорилось так о Холмамедове, и одни и те же произведения назывались разными докладчиками, и интерпретировались они по-разному. Если в музыке есть эта возможность, то эта музыка настоящая. И хочется низко поклониться этому поколению новой фольклорной волны, куда входит очень много других мастеров, и Валерий Григорьевич Киктай, Юрий Маркович Буцко и многие-многие другие. Они все учились вместе, они все учились у великих мастеров. И если бы этого поколения не случилось, то мы остались бы навсегда в наморднике 1948 года. И за это еще благодарность учителям этого поколения, потому что Холмамедов учился у Анатолия Александрова, а это был, по-моему, дольше всех проживший ученик Танеева. Насколько я помню, он был последний ученик Танеева, как Богословский был последний ученик Глазунова. А Кирилл Волков учился у Арама Хачатуряна, который говорил теми же самыми словами в классе. И то, что вот это поколение, оно еще с нами, или своей музыкой, или физически, это настоящее волшебство. И низкий поклон тем, кто сохраняет и приумножает их музыку. У меня была идея показать музыкальную иллюстрацию, но это делать не надо, потому что я вижу, как идет регламент. Я хочу поблагодарить еще раз всех за внимание и поблагодарить Ленинскую библиотеку, потому что 30 лет назад я сделал, 18 лет исполнился, я сразу побежал записываться. Спасибо за все открытия, большие и малые, которые были мной здесь сделаны. Спасибо всем. Спасибо большое.
Евгений Кириллович, за такой замечательный доклад. Хотела бы пригласить тоже сюда за вот это место почетное в президиуме Наталью Леонидовну Савенкову, преподавателя, заведующая отделом специального фортепиано музыкального училища эстрадно-джазовых искусств Российской академии музыки имени Гнесиных, организатора и председателя оргкомитета ежегодного международного конкурса фестиваля «Рояль в джазе». И Наталья Леонидовна представит доклад «Актуальность изучения произведений современных композиторов студентами музыкальных колледжей и училищ». Пожалуйста, Наталья Леонидовна. Спасибо большое. Я тоже благодарна Юле, которая пригласила меня на это потрясающее мероприятие. Я, честно говоря, не ожидала, что это будет на таком высоком, серьезном уровне, музыкантскими такие потрясающие докладчики. Я хотела бы внести свой скромный вклад как педагога-практика. И организаторы вот этого конкурса «Рояль в джазе», пусть вас не пугает слово «джаз», я 40 лет преподаю на эстрадном джазовом училище на Ордынке академическое фортепиано. И 22 года вот уже из этих 40 мы сделали конкурс фортепианный. И в чем его особенность от остальных джазовых конкурсов? Это тоже Гнесинг джаз там или Бутманский триумф джаза. Кстати, они все моложе нас. Тем, что у нас сразу появилась номинация «Параллельно с джазом». Слово «параллельно», оно как бы тоже всех смущает. На самом деле идея была в том, что музыкальный мир, он отражает наш физический мир, в котором мы живем. И поэтому музыка, какими бы она ни создавалась композиторами, исполнителями, это все отзвук нашего звучащего мира. Поэтому как бы идея в том, что одновременно с тем, как развивался джаз, развивалась академическая музыка. И не хотелось бы ставить никаких стен и границ между этими явлениями для учащихся. Я понимаю, что педагоги, исполнители, композиторы все понимают, о чем речь идет. Но вот учащиеся, которые приходят учиться в музыкальное училище, они не всегда, они вот кажется, вот я пришел в джазовое отделение, я должен играть только джаз. Зачем мне ваша вообще классика? А также, между прочим, кто приходит на академические факультеты, они тоже как-то так сторонятся, даже не только джаза, вообще современной музыки. И вот с этим я столкнулась 22 года назад, а теперь я просто рада, потому что я вижу, как изменилось время, какой-то определенный оптимизм носит вот в мое тоже представление, потому что то, что делает Астраханская консерватория, то, что делает Туркменская консерватория, понимаете, это какое-то возвращение к истокам. Тут несколько раз, конечно, прозвучала некая критика в сторону советской организации, да, образование, на самом деле, вот я сейчас слушаю и смотрю, посмотрите, ведь вот все, почти имена, кого мы вспоминали, это люди, которые получили советское музыкальное образование. Даже меня поразило, я никогда не знала Нуры Холмамедова, но меня поразила его биография. Как ребенок, оставшийся сиротой, выросший в детском доме, смог получить музыкальное образование. Я себе плохо себе представляю, что в начале 90-х годов какой-нибудь ребенок, родившийся в окраине какой-то, да, мог бы так себя. Это невозможно. Он бы просто погиб или стал бы, там, не будем говорить кем, но вот то, что сделала тогда советская власть, это было как невероятный подъем с точки зрения культуры, образования самых низов. И то, что как бы Россия, она никого никогда не подавляла. Наоборот, все национальные окраины, они имели бесконечную помощь. И я даже помню, что вот я поступала в Гнесинский институт в 1989 году, я закончила в 80-м, 74-м. У нас полкурса было людей, которые поступили из национальных республик. Да, это были национальные места, потому что это была абсолютно правильная идея о развитии в целом народа и территории, и все, культурного развития. И я просто сейчас как бы отвлеклась на эту тему, просто потому что у меня ассоциации эти возникли. А я хотела сказать вот о чем, что действительно, вот преподавая в музыкальном училище и имея в Москве как бы большие музыкальные контакты с разными музыкальными училищами, я хочу сказать, что вот 22 года назад очень мало у нас было
И вообще исполнительский конкурс вообще до сих пор, по-моему, мало современной музыки. Они бывают иногда где-то вот в национальных республиках. В Москве они все элитарные. Это в лучшем случае вот «Московская осень», да, «Союз композитор». Это для профессионалов. С точки зрения детского образования у нас в этом плане вот за эти 30 лет произошел провал. И вот сейчас я вижу, как это начинает возрождаться. Видите, мы возвращаемся к тому, что было когда-то. Ведь вспомните, что в свое время, опять же, ведь очень многие композиторы, которые самые серьезные композиторы, они писали детскую музыку. И это был государственный заказ. Это помимо того, что было там, у кого-то это было проявление душевного желания, но это часто был государственный заказ на детскую музыку. Детская музыка была и у Губайдулиной, и у Шнитки, и у Денисова, и мы можем у Слонимского, да, вспомнить, огромное количество наших композиторов, я не говорю о Прокофьеве и Шостаковиче, это наши классики, да. И сейчас то, что молодые композиторы игнорируют эту вот тему. А между прочим, если вы хотите, чтобы вас исполняли, ваш язык должен быть понятен как бы с самого начала, да, вы должны его немножко упростить, потому что вот у меня грешный есть выпускник, который сейчас стал замечательным композитором, его произведения ставятся, и вот в премьера происходит. И когда он приходит ко мне, говорит, я говорю, Леш, а что ты для детей что-нибудь пишешь? Наталья, ну зачем? Ну вот мне же серьезный заказ. Я говорю, а ты хочешь, чтобы тебя исполняли? Ты хочешь, чтобы твоя музыка стала известна и популярна не только вот тебя исполнят там, там и там, 3 зала, да, и придет элита, а ты хочешь, чтобы твои произведения звучали по радио для людей, для народа. И вот мне кажется, что этот момент сейчас у нас немножко упущен, потому что я так понимаю, что без государственной поддержки и это невозможно, чтобы издавались произведения, да, вот это, я так понимаю, что это вот то, что сейчас издано, это все-таки с поддержкой какой-то, да, или это спонсорские. Понятно. Вот. И дело в том, что почти все композиторы сейчас издают за свой счет. Вот. Это, конечно, очень печально, потому что, насколько мне тоже хотя бы немножко известна ситуация в европейских странах, там, если у тебя там в городе есть композитор, это герой, его бесконечно везде пропагандируют, его произведения исполняют, его по всем, так сказать, городам тоже возят, и дети, которые учатся в этом городе, они все его исполняют и знают. А у нас композитор пишет как бы, получается, сам для себя. А потом мы собираемся, интеллектуалы, и вот обсуждаем, что это здорово, это гениально. Все. Но опять же, это наш круг очень узкий. Мы все-таки должны как-то подумать о том, что нам как-то надо вот завоевать вот еще и исполнителей, и слушателей. Исполнителей мы, предположим, воспитаем в детских музыкальных школах. Если мы вернем опять вот этот момент, у нас в программах стоит, во всех программах детских музыкальных школ стоит современная музыка. Вот там несколько там произведений, а это рекомендационные. А вы посмотрите конкурсы общие вот такие, да? Там нигде нету, что обязаны исполнить там произведения композитора 20-21 века. Ну, просто нет. А раньше это было. Если мы делаем только тематические концерты какого-то композитора, это опять, исполнили и забыли. Но это должно стать нормальным явлением. И просто, вот я как педагог, который занимался и с детьми, и сейчас со студентами, я знаю, что если ты сразу не воспитаешь в человеке, не расскажешь ему об этом языке, и он не будет его понимать, он никогда не захочет ни идти на концерт, ни слушать эту музыку. Тем более, понимаете, вот интернет, гениальное изобретение, там есть все. Но они же не знают, что искать, потому что им не рассказали об этом, их не воспитали. Да, он не знает. И в этом плане я бы очень, как бы мы, опять же, организуя этот конкурс, мало того, что мы эту номинацию создали, мы еще придумали такую номинацию «Педагог-исполнитель». Потому что я считаю, что если педагог сам исполняет эти произведения, то его ученики тоже будут тянуться к этому. Если это только отписать, поставить галочку, что мы участвуем в конкурсе, давайте что-нибудь выучим, там, вот там будет Шопен, а вот это что-нибудь. Это не будет иметь воспитательного значения, да? И в этом случае мы просто как бы оказываемся опять в таком пространстве, мы не выходим никуда. Вот, так что
А вообще конкурсы исполнительские – это мощный такой двигатель. И я считаю, что если во все конкурсы… Вы вспомните, даже конкурс Чайковского. Многое время было обязательное произведение, которое писали. И Шпайс писал какому-то конкурсу. Да? То есть композитор… Да, это писалось непосредственно, и все должны были исполнить это обязательное произведение. Потом это куда-то ушло. Это плохо, что это ушло, потому что это была действительно мощная такая пропагандистская на уровне такого конкурса. Да, международный, ну, просто, да, номер один в нашей стране. Поэтому если мы на уровне… Я не говорю о том, что еще есть одна проблема, с которой я столкнулась. Это проблема для композиторов, видимо, тоже, потому что если композитор уже хорошо, так сказать, раскручен, у него есть свои… Даже не слушайте, я говорю об его… То, что кто-то купил права на его произведение. Мы не имеем права его исполнять. Мы должны выкупать право ноты, исполнение. И если какие-то большие конкурсы со спонсорскими там, деньгами или государственными могут себе позволить, там, предположим, выкупить какое-то произведение на одно исполнение на конкурсе, то небольшие конкурсы этого не могут себе позволить. И, значит, мы не можем выходить в пространство, да, юридическая проблема. И ее, видимо, тоже необходимо решать, потому что композиторы хотят, чтобы их исполняли, но они хотят тоже деньги получать, это понятно. Как же вообще, надо же на что жить. А как быть исполнителем, как быть педагогом? Вот этот момент, который хотелось бы тоже, чтобы был бы решен. Спасибо, Наталья Леонидовна, за ваше такое эмоциональное выступление и очень Простите, важное. да, я очень… Да. Спасибо. Понимаете, все-таки конференция, здесь две проблемы, абсолютно с вами согласен. Первое, это надо определить понятие современная музыка для конкурсов. Вот я с вокалистов своих спрашиваю, дети, преподаю музыкальную руководителю, ну что у тебя там на гос идет по современной музыке? Я говорю, Барта. Я говорю, чего? Посмотри, сколько Барта лет стукнуло. А то некоторые дают Прокофьева. Хотя бы сказать, ну, после 1960 года. Вот мой учитель Девлин, он положил жизнь на то, чтобы хоровики знали, что такое современная музыка. И хоровики, многие из них очень, Борис Григорьевич не любили, но он прямо заставил российских хоровиков понять, что такое современная музыка, и там вот это нормально. Второе. С моей точки зрения, понимаете, композитор должен понимать, где надо заканчивать, что называется, башлять. И если человек хочет получить денежки с хора ветеранов, был такой случай, с деток, его не надо исполнять. Потому что эта музыка не может быть искренней. Это как богомерзко. Если с деток на конкурсе ты хочешь чего-то слупить, надо обходить эти имена стороной. Даже если они известны и профессионально состоятельны. Такое мое мнение. Спасибо за добавление ваше. Да. Мамед Сулейманович тоже не выдерживает, у нас такой накал пошел страстей. Да, спасибо, что про конкурс Чайковского сказали. Я вообще, когда слушаю тоже этот конкурс, все время хожу и думаю, что же они играют все время этюды Шопена, Рахманинова. Есть же шикарные этюды у Прокофьева, у Сен-Санса. То есть это даже вот в этой среде романтической музыки классической можно же тоже расширить. Это уже невозможно. Одно и то же, одни и те же этюды. Ну, бедный Шопен, конечно, уже его так заиграли. И то, что вот наш фестиваль, у нас условия, что мы должны национального композитора исполнить, потому что оказалось, что не только Холмамедов и вообще все туркменские композиторы сегодня в мировом пространстве не звучат, но даже не звучат и композиторы народов России, других стран СНГ. Поэтому наш конкурс это всколыхнул, и я слышу от педагогов вузов, педагогов в училище, школ, все время благодарность за то, что они с пыльных каких-то полок достали произведения советских композиторов Кожлаева, Фикрета Амирова, Караева, Мушеля. И, в общем, они это все отряхнули пыль, начали изучать, и они вспомнили, что это, оказывается, гениальная музыка. И мы всегда вот Леонорой Евгеньевной тоже говорим по этому поводу, что эти все композиторы, они обделены тем, что их не исполнили великие музыканты. Поэтому они не стали такими, как вот Сафроницкий исполнил, да, Скрябина, и это стало эталоном, и все сразу исполняют, это записано на хороших пластинках.
А вот других композиторов эта участь пока избежала. И поэтому просто сегодня не знают многие не потому, что эта музыка плохая, а потому что ее не исполнили гениально хорошие исполнители. Поэтому вот такая вот проблема. Да, спасибо большое. Призываем композиторов искать своих хороших исполнителей и наоборот, создавать тандемы. Давайте вернемся в Ашхабад. Дорогие коллеги, вы нас слышите? Хотелось бы послушать доклад Сапармурадовой Айлар Химраевны, лауреата премии президента Туркменистана Туркменин Алтын Асыры, старшего преподавателя кафедры специального фортепиано Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой с темой доклада «Музыка глазами ребенка в фортепианном творчестве» Нуры Холмамедова. Вот Айлар тоже интересную делает работу. Она в своих концертах не только исполняет фортепианные произведения Нуры Холмамедова, но она еще делает обработки романсов. Это та традиция Рахманинова, когда он делал, да, обработки романсов. Да. И поэтому это очень интересно, когда на фортепианных концертах звучат и вокальные сочинения, да, это очень интересно. Айлар, я вас приветствую. Вы вот последние годы жизни Шахбердыевой вместе, она, я помню, рассказывала, что исключительно с вами она любит играть, потому что вы как-то ей по-особенному аккомпанировали, и даже мое произведение, помню, вы аккомпанировали, она пела. Это, да, интересно очень. Если есть у вас пару слов сказать о Шахбердыевой, пожалуйста, мы с удовольствием послушаем. Это гениальная вообще певица, интерпретатор холмамедовских сочинений. Так что очень рады будем. Наша гордость, великая певица Мединет Шахбердыева. Она главной исполнительницей была венских романсов Нуры Холмамедова. И она очень тепло, трепетно всегда отзывалась о нем. И он считал как бы ее лучшей исполнителем своих произведений. Же цикл «Недослушанные песни детей Хиросимы Нагасаки». Да, Да, первый посвящен ей. исполнение — это вокальный цикл Хиросимы Нагасаки, а также это знаменитая песня Ашхабад, которая прославилась. Как бы, она была первой исполнительницей этого романса. Да, я подготовила вот работу «Музыка глазами ребенка» в фортепианном творчестве Нуры Холмамедова. Да, расскажите, пожалуйста, вы тоже эти романсы играете? Ой, не романсы, а фортепианные пьесы, да? Да, играю. Да, и расскажите, пожалуйста. Нур Холмамедов — величайший туркменский композитор, пианист, оставивший после себя огромное количество произведений, написанных для фортепиано, среди которых можно выделить звуки дутара, элегическая прелюдия и фуга, темы с вариациями «К тебе», баллада, прелюдия, туркменская полифоническая сюита в 5 частях. В фортепианном наследии Нуры Холмамедова особое место занимают детские циклы, которые композитор назвал «Мимолетности». Пьесы этих циклов разнохарактерные, жанровые, изобразительные картинки, включающие яркие национальные зарисовки. Нур Холмамедов в своих пьесах новаторски сумел донести музыкальный мир ребенка, а также показал стремление автора к новизне, образной сфере, к широкому охвату проблем детской психологии. Тематической основой пьес послужили песенные мелодии, идущие к народным истокам. Первая тетрадь «Мимолетности», написана в 1973 году, состоит из 6 пьес: «В Иванове», «Мимолетность», «Хорал», «Думка», «Колыбельная», «Танец Хей». Образный строй цикла свидетельствует о глубоком проникновении автора в мир детской жизни. Музыкальные картинки написаны как бы от лица ребенка. В первой пьесе «В Иванове» чувствуется влияние русской культуры на композитора. Это пьеса воспоминания, студенческие годы, прожитые в России. В музыке можем ощутить русские просторы, широту души, а также можем услышать отголоски русских народных протяжных песен, которые пленили сердце великого композитора. Во второй пьесе «Мимолетность» резкие диссонирующие аккорды придают музыке удивление. Это мимолетное видение сон, в котором ребенок испугался. В пьесе «Хорал» умиротворение, пьеса более развитая.
полифоничности изложения. Холмамедов с помощью волшебного музыкального языка сумел показать чистоту ребенка, как создание совершенное, тонко сумел передать в музыке искренность чувств. И в 4-й пьесе «Думка» это маленькое размышление, написанное в трехчастной форме. В первой части пьесы ощутимы мечты ребенка, надежды. Вторая часть переносит нас в мир исполнения желаний. Она имеет оживленный характер. В 3-й части снова мечты, такие светлые, красочные. В 5-й пьесе «Колыбельная» Холмамедов мастерски использовал туркменские народные песенные мелодии. Композитор новаторски показал в музыке материнскую нежность, любовь, материнские руки, убаюкивающие младенца. Пьесу отличает особой задушевностью. Затем музыка сменяется танцем хей, игривым и блестящим. В своих детских циклах композитор проявляет интерес к воплощению внутреннего мира детей, отражению их настроений. Композитор переносит нас в атмосферу детской игривости. Наиболее популярный, часто исполняемый цикл «Вторая тетрадь мимолетности», который композитор посвятил своему сыну Аширу. В цикле 6 пьес, их образы очень разные, грустные, веселые, но все они пронизаны искренней любовью к музыке и детям. Музыкальные картинки второй тетради написаны не только для детей, но и для взрослых. В маленьких миниатюрах воплотились далекие воспоминания детства, а также наблюдения жизни. Композитор не только умел понять мир ребенка, но также умел общаться на их языке, мыслить детскими образами. Пьесы цикла очень разнообразны по характеру. Так мы можем увидеть в первой пьесе «Упрямый козел и мальчик» контрастность двух тем. Темы борьбы, упрямства и дерзость козлика, и нежные мольбы мальчика и ребенка во второй пьесе. Полет бумажных змеев, здесь мы можем увидеть настоящую игру бумажных змеев, которые выпускают дети в небо. Такое большое и безграничное. Музыка сама по себе плавная, гибкая. Мы можем чутко почувствовать полеты, падения и снова взлеты бумажных змеев. В 3-й пьесе «Краб» музыка переносит нас в подводный мир. Здесь мы можем встретить неуклюжего, неповоротливого краба, игру воды в 4-й пьесе. Слепой дождик – это картины природы, капли дождя, игра детей, радость, смех, солнце. В 5-й пьесе «Лесная сказка» мы попадаем в таинственный темный лес. Дети заблудились в нем, здесь они встречают сказочный мир и птиц, и зверей. В этой пьесе показаны все переживания ребенка, страх темноты, страх не вернуться домой. 6-я пьеса «Размышления» выходит за рамки миниатюры. По масштабности, виртуозности и воплощению замысла композитор стремился приблизить пьесу к оркестровому звучанию, сделать произведениями концертного плана. Пьесы 3-й тетради более сложные по фактуре и по содержанию. По стилю имеют влияние композиторов-импрессионистов Дебюсси и Равеля, которые были очень близки по духу Холмамедову. Айлар Химраевна, благодарим вас. Простите, пожалуйста, что вынуждены вас прерывать. 1 минутку закончите, пожалуйста, свое выступление. Спасибо за внимание. Хотелось бы сыграть свои обработки. Да вы что? Да, Нет у нас возможности такой временной нет, к сожалению. Спасибо вам большое. С удовольствием мы послушали вас. Можно пригласить следующего докладчика. Благодарим вас. Всего доброго. Сапармурадову Миве Гачмурадовну, старшего преподавателя кафедры теории музыки Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой. Тема доклада «Влияние личности Бакы Машакова на становление творчества туркменских композиторов Мукамчи». Мы готовы. Миве Гачмурадовна. Да, здравствуйте. Я хотела поблагодарить организаторов данной конференции за возможность участия. Так, учить, обучать, делиться знаниями и профессиональным опытом – одна из добрых и полезных традиций, издавна сложившихся у туркменского народа. Профессия, столетиями передававшихся у туркмен из поколения в поколение, способ устной передачи информации от учителя к ученику является самым совершенным методом обучения. Ученик, поступивший в обучение к своему наставнику халайпа, это уже человек, ставший на путь мастерства. В народе существует выражение «плодоносное бедствие». Оно проходит на ум в первую очередь именно тогда, когда речь заходит об учителе, сумевшем воспитать преемников.
Бак Халыпа является одним из таких мастеров своего дела. Бак Машаков является одним из ярких исполнителей середины 20 века. При общении Бака Машакова к Гаргы Туйдуку важную роль сыграли тудыкисты Гараби Кель и Пейдам. Большой творческой школой для него была работа на туркменском радио, где он выступал с Язмухамедом Кёсе. Из ансамбля народных инструментов туркменского радио Бака Машаков спустя некоторое время перешел в оркестр народных инструментов под руководством Пирлиса Арыева. Большую роль сыграло общение с такими музыкантами, как Тачмамед Суканкулиев, Пирлис Арыев, Малый Тачмурадов. Бака Машаков изготовил туйдук, способный играть в ансамбле с дутаром и гиджаком. Диапазон инструмента охватывал звуки от соль малой октавы до ре второй октавы. В настоящее время туйдук с таким диапазоном является классическим и используется современниками. В 1972 году Бака Машаков был приглашен на работу в Туркменское государственное музыкальное училище имени Дагатара Абезова, в котором проработал по 1977 год. Искусство Бака Машакова способствовало популяризации этого древнего музыкального инструмента и сохранению значительного количества туйдуковых мелодий. В 1994 году за большой вклад в развитие народной музыки, за профессиональное мастерство указом первого президента Туркменистана Сапармурата Тайчи Ниязова Бака Машакову было присвоено звание народного артиста Туркменистана посмертно. Использование традиции наставник-ученик в системе образования дает продуктивный результат. Бака Машаков, обладая уникальным мастерством и будучи старшим наставником, имеет свой исполнительский стиль, своеобразную школу. На этом основании ученики, любящие его искусство, стремящиеся к изучению его исполнительского стиля, напрямую связаны с ним. В 1995 и 1996 годах на базе кафедры истории и теории туркменской музыки Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиева был открыт класс Гаргы Туйдука, в котором начал преподавать ученик-преемник Бака Машакова, ныне доктор искусствоведения, заслуженный артист Туркменистана Чары Эрджумаев. В Туркменском государственном музыкальном училище имени Дагатара Абезова продолжает активную педагогическую деятельность преподаватель высшей категории, заслуженный деятель искусства Туркменистана Ашермурат Язмурадов. И также среди учеников-преемников можно назвать такие имена, как Мухаммед Турдериджепов, Чар Мухаммед Татаев, Гулхаджи Гильдеев, Гулшарды Мамед Дурдеев. Изначально освоив школу игры на другом национальном инструменте, многие из них и по сей день в разных уголках нашей страны обучают именно туйдуковому искусству молодых музыкантов, тем самым достойно продолжая дело своего учителя-наставника. Благодаря Чару Эрджумаевичу почти весь мир узнал о туркменском Гаргы Туйдуке. Побывав во многих странах, Чар Эрджумаев своим исполнением смог донести до слушателей всю красоту, изящество, проникновенность туйдуковых мелодий. Чар Эрджумаев и ныне ведет активную педагогическую деятельность. Выпускники его класса приобщают детей к искусству исполнения на Гаргы Туйдуке. Среди них Сердар Хайдаров, Курбан Анналы, Припад Джумаев, Акмурат Абезов. В 2003 году совместно с Авизмурат Гандымовым Чар Эрджумаевич издали для детской музыкальной школы искусств, также для специальной школы искусств и специальных музыкальных школ, первое учебное пособие Гаргы Туйдук, в которое вошли мелодии как авторские, так и расшифровки народных мелодий. Заслуженный деятель искусств Туркменистана Ашермурат Язмурадов продолжает дело своего наставника Бака Машакова. Студенты Ашермурата Язмурадова показывают высокие учебные результаты, являются постоянными участниками концертов, победителем республиканских конкурсов исполнителей туркменских национальных инструментов. Им были подготовлены более 20 выпускников, которые сегодня успешно работают преподавателями, являются артистами профессиональных и любительских музыкальных коллективов. Ашермурадом Язмурадом разработана методика профессионального обучения игры на туркменском Гаргы Туйдуке в целях обеспечения учебного процесса, подготовки национальных кадров в области исполнительства на Гаргы Туйдуке. Ашермурадом Язмурадом был подготовлен и издан комплекс авторских пособий учебно-методического репертуарно-художественного характера для сольного, ансамблевого и оркестрового исполнительства. Комплекс работ рекомендован Министерством культуры для использования в средних специальных музыкальных школах и школах искусств Туркменистана. Формирование учебного художественного репертуара исполнителя на Гаргы Туйдуке – один из приоритетов деятельности Ашермурата Язмурадова. Он сделал ряд переложений музыкальных произведений туркменских композиторов, обработок народно-песенных тем, а также авторская работа для ансамбля туйдукистов, посвященная Азиаде-2017. Ашермурат Язмурадов является художественным руководителем ансамбля туйдукистов Туркменской государственной специальной музыкальной школы имени Дагатара Абезова. В этот ансамбль также включен на группу исполнителей на гампузе.
Шамрат Язмурадовым было издано учебное пособие «Гарут Уйдук» для отделения национальных музыкальных инструментов, специальных музыкальных школ и школ искусств. И также разработана новая учебная программа «Гарут Уйдук» для специальных музыкальных школ и школ искусств в 2019 году. Благодарим вас за такой интересный доклад. Спасибо большое. Ждем следующего докладчика Джумаева Чарыяра, старшего преподавателя Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой, доктор искусствоведения. Тема доклада «Гаргы Туйдук и туркменская народная музыка». Простите, нет. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Я так хвалил она, просто мне придется уйти, что ли. Так хвалил она меня. Поэтому я не буду говорить о Гаргу языке, она уже говорила. Я вам сыграю и будет петь песни. Вы погиб? Мы очень рады и просим, ждем. Хорошо. Я лучше сыграю, чем... Слышно вам? Вот так и сидит. Едем вот. Что ты еще раз не было? Ah yana Ağabeyden ahli histendir gelene Berekella gıyra tamay Malım tırnak kımıştendir gelene Berekella gıyra tamay Ah yarım Haykırırken her yanda kul gelmene Dört ayağın yere dikiyor Deryayın illerden geçip gelmene Gerekella gıyret Ah yarım Görüldü kendi cahana gelmene Sen yeter beni nikahına Benim emrumuz bu hana gelmene Gerekilla gıyret Ah yarım Чарыяр Джумаев, представьте, пожалуйста, вашего певца, вокалиста, то мы плохо расслышали. Вы такие прекрасные мужчины. Он не вокалист, он Не вокалист? Он мой ученик и певец тюдекист, он первый человек, который диплом получил по Гаргу Тюдеку высшее образование. Это мой ученик. Классно, классно. Потрясающе, спасибо Вообще большое. очень интересно, когда музыка звучит, да? Это очень интересно. На музыкальной конференции надо, чтобы музыка тоже звучала. Мешать доклады и исполнителей. Очень интересно. Мухаммед Сулейманович, ты правильно говоришь, великий мастер Пурлисари всегда говорил, музыкант должен мало говорить, только играть и петь. Правильно. Правильно. Хорошо, всего хорошего. Я пойду. Спасибо большое. Спасибо. Мы благодарим вас. Вы знаете, я уже даже запуталась. Тут я после таких музыкальных шедевров уже все, я провалилась во времени. Елена Павловна, вы там Павловна, как-нибудь помогите. промоделируйте, да, немножко, мы не запутались. У нас там была Анна Гладыжева Шамшат. Сейчас слово предоставляется старшему преподавателю кафедры теории музыки Анны Гладыжевой Шамшат.
Вот. Шамшат Теркешевна. О принципах работы Реджепова в жанре киномузыки. К сожалению, не знаю композитора, видите, тоже как композитора неграмотная в области туркменской национальной музыки. Реджепов. Это... Всем здравствуйте, дорогие участники конференции. Тема моего сообщения будет о принципах работы Реджепа Реджепова в жанре киномузыки. Реджеп Реджепов – выдающийся туркменский композитор, народный артист Туркменистана, лауреат Государственной премии имени Махтубкули и Молодежной премии Туркменистана, член Союза кинематографистов СССР, член Союза композиторов СССР, председатель Союза композиторов Туркменистана, талантливый педагог, доцент кафедры композиции Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой. Его перу принадлежит множество произведений различных жанров: хоровых, камерно-инструментальных, симфонических сочинений, песен, романсов, музыки к кинофильмам, опера Героглы и детская рок-опера Якты Булак. Еще на последнем курсе Ашхабадского музыкального училища он знакомится с начинающим и подающим большие надежды кинорежиссером Булатом Мансуровым. Чуть позже режиссерам было предложено написать музыку к кинокартине «Состязание», фильму философского содержания, повествующим о силе музыки. Требовательный к себе молодой музыкант, студент первого курса консерватории, ввиду отсутствия практического опыта и недостатка профессиональных знаний, отказался от этой работы, но посоветовал Булату Мансурову обратиться к тогдашнему выпускнику Московской консерватории, своему близкому другу, старшему товарищу Нуры Холмамедову. Несмотря на отказ от первой предложенной работы в жанре киномузыки, Реджепов стал частым посетителем тон-студии Мосфильма. Ему посчастливилось наблюдать за созданием многих кинокартин туркменских авторов. Тщательно вникая в процесс работы, композитор изучал все тонкости наложения музыки на видеоряд, коррекцию музыкального материала сразу на оркестре. Кроме этого, композитор подолгу проводил время в кинозалах с целью изучения лексики киномузыки различных школ и направлений. Приобретенные опыт и знания он успешно применяет при создании музыки к своим первым кинофильмам «Утоление жажды» и «Рабыня», режиссер Булат Мансуров. В дальнейшем композитор сотрудничал со многими другими известными туркменскими кинорежиссерами. Работая в кино, композитор постоянно экспериментировал с разнообразными инструментально-тембровыми сочетаниями, соединениями академических инструментов с современными, отдельных групп и целого хора и так далее. Кино дало ему возможность использования разных композиторских техник, жанров и стилей, в результате чего на творческой площадке по созданию киномузыки оказались эстрадная, народная, джазовая музыка в свойственном Реджепову прочтении. Принцип монотематизма является основным для Реджепова в процессе сочинения музыки к фильмам. Не лишним будет добавить, что этот же метод является основным для большей части инструментальных произведений композиторов. Выводя музыкальный материал из одного интенционного ядра, Реджеп Реджепов придерживается сквозной линии, основанной либо на монотематизме, либо на нескольких темах, интенционно связанных между собой. Также встречается и применение системы лейтмотивов, сонорной техники, алеаторики. Одной из самых лучших киноработ композитора явилась музыка к кинофильму Ходжакулина Орлиева «Невестка», который был удостоен нескольких наград и премий, получившим известность не только в Туркменистане, но и далеко за его пределами. В фильме, по сюжету которого невестка и отец ждут возвращения мужа и сына с войны, музыке отведена особая роль. Картина тяжелого быта в экстремальных условиях Каракумов, внутреннее психологическое состояние главных героев, тревожные воспоминания, терзающие ожидания, светлая надежда на будущее – все это переплетается в содержании фильма, где чувства выражаются не словами, а эмоциями. Перед создателями фильма была поставлена нелегкая задача воплотить образ главной героини, которая без слов переживает все сложные жизненные перипетии. Различные внутренние состояния Огулькеи, роль которой близка
Фильмик слайд. Музыкальное сопровождение. Подождите, пожалуйста. Мы только вот сейчас расслышали. Можно еще раз фрагмент? Да, У конечно, нас да. восстановилась связь. Предыдущий слайд, пожалуйста, номер 5. Ага. Дослушать до конца, потому что у нас проблемы со связью. Да, вот завершаю. У нас сейчас вот не открывается видеофайл, к сожалению. Мгм. Я завершаю свой доклад и чуть-чуть можно. В завершение мне хочется сказать, что жанр киномузыки для Реджепа Реджепова явился своеобразной творческой лабораторией, где композитор оттачивал свое художественное мастерство. Благодаря творческому сотрудничеству Реджепова с многими туркменскими кинорежиссерами было создано значительное количество талантливых произведений, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа, в которых поднимаются важнейшие проблемы бытия, темы жизни и смерти, мира и войны, доброты и жестокости. Благодарю всех за внимание. Спасибо большое. Извините за такие у нас тут технические накладки. Очень интересно. Обязательно переслушаем эту музыку, вообще отдельно найдем, потому что тоже замечательные фрагменты. Елена Павловна. Следующим приглашается к выступлению Габибова Зухра Саидуллаевна, старший преподаватель кафедры теории музыки, с докладом о личностном росте и формировании личности народного артиста Туркменистана Реджепа Алаяева. Добрый день. Тема моего доклада – условия формирования творческой личности Реджепа Алаярова. Реджеп Алаяров – один из ярчайших представителей туркменской композиторской школы, оставивший след в музыкальной культуре и как неординарная личность, и как общественный деятель, и как педагог, но в первую очередь как творческая индивидуальность, во многом нарушившая стереотипы восприятия туркменской музыки и в стране, и за ее пределами. Его творческая кредо формировалась под влиянием различных объективных и субъективных факторов. В детские годы для Реджепа Алаярова настоящим откровением стали моменты соприкосновения с искусством народных музыкантов бакши и гитаром, неотъемлемым атрибутом туркменского народного исполнительства. Эти ранние впечатления и послужили тем условиям, которые во многом определило дальнейший выбор жизненного пути. В мир туркменской профессиональной музыки, как активная творческая единица, композитор вошел в 70-е годы XX века, освоив ступени мастерства под руководством Альфреда Шнитке в Московской государственной консерватории имени Чайковского и Кара Караева в аспирантуре Азербайджанской государственной консерватории, ныне Академия музыки имени Узейра Гаджибекова. Личностное и профессиональное взаимодействие с этими мэтрами глубоко вписалось в сознание Реджепа Алаярова, определив основные эстетические и стилистические критерии его музыки. Если Альфред Шнитке стимулировал интерес молодого композитора к современному художественному опыту, то Кара Караев помог формированию нового, более свободного и опосредованного подхода к претворению национальных элементов в музыке. Плодами творческого и духовного контакта с учителями
можно назвать практически все основные масштабные симфонические сочинения композитора периода конца 60-х, 70-х годов XX века. Это 2 инструментальных концерта скрипичной виолончели, симфония для камерного оркестра, 4 пьесы для симфонического оркестра. Сюда же можно отнести и серьезнейшую по замыслу ораторию на слова Рабиндраната Тагора. Вся эта музыка, свежая и новаторская, раздвинула образные и стилистические горизонты туркменской профессиональной музыкальной культуры и вывели ее на уровень музыкального международного признания. Неизменный на протяжении всей сознательной жизни интерес Аллаярова к философии и литературе Востока, а также культуре собственного народа, формировал в нем устойчивые этические и нравственные принципы и являлся ключевым в подходе к пониманию многих вопросов бытия. Высшим видом литературы для него были трактаты средневековых восточных ученых, высокая суфийская поэзия Насими, Джалаледдина Руми, Рубаи Амара Хайяма, индийская поэзия. С юности высочайшая мудрость Востока отпечатывалась в сознании Аллаярова, впоследствии расширяясь, обогащаясь за счет постижения тайн ведической культуры, античной философии. Периоды трансформации творческой личности Аллаярова тесно соотносились с условиями и этапами исторического развития родной страны. Новые политические веяния периода, связанного с обретением Туркменистаном собственной независимости, нашли естественный отклик в душе композитора. Процесс осознания композитором общественно-политических реалий постсоветской эпохи и объективных условий формирования в Туркменистане новой ментальности, переоценка некоторых политических и исторических фактов определили рождение произведений, призванных воспеть славный героический дух народа. Сдвиг в идейной проблематике его сочинений и создание образа, востребованных эпохой, повлек за собой переключение в годы независимости жанрового ориентира от серьезных симфонических концепций и оратории на слова Тагора к более демократичным хоровым и камерным вокальным жанрам, среди которых хоровые оды и вокальные циклы на стихи туркменских поэтов-классиков XIX века. Феномен творческой личности Аллаярова, как и сама его музыка, будут актуальны для многих поколений исследователей туркменской музыкальной культуры. Творчество Реджепа Аллаярова, композитора, вписавшего свое имя в историю туркменской композиторской школы в качестве одного из новаторов и подарившего туркменской профессиональной музыкальной культуре целый ряд сложных и неоднозначных в трактовке сочинений, открывает перед исследователями целый спектр теоретических вопросов и проблем, ожидающих своего изучения. Спасибо вам большое за внимание, за ваш прекрасный доклад. Приглашаем нашего следующего коллегу, Дурданиязова Гулгерек Мухамедовну, преподавателя высшей категории детской музыкальной школы номер 1 города Ашхабада, с темой доклада «Взаимодополняемость классического фортепианного наследия и творчества туркменских композиторов в процессе формирования личности пианиста». Гулгерек Мухамедовна, ждем вас. Спасибо большое за такую предоставленную возможность участвовать в таком прекрасном форуме. Спасибо вам большое, ждем, слушаем. Всех участников конференции в Туркменистане и в Москве. И поблагодарить организаторов в лице Гусейнова Мамеда Сулеймановича и всех участников, организаторов в Туркменистане, в России, всю творческую интеллигенцию Туркменистана, России за такой прекрасный форум. В нашей стране уделяется огромное внимание культуре. Благодаря нашему лидеру нации Бердымухамедову Курбангулу Аликулиевичу, а также президенту страны Сердару Курбангулуевичу Бердымухамедову. Основная цель политики нашего государства направлена на содействие созданию благоприятных условий для человека, общества и государства для достижения духовного совершенства и мирной жизни в стране. Особое внимание уделяется вопросам сохранения, развития, обогащения нашей национальной культуры, которая благодаря своим древним корням занимает одно из престижных мест среди развитых стран мира. В нашей стране проводится большая работа по освоению многовековой национальной культуры и художественного наследия нашего народа.
Сегодня туркменское искусство вновь возродилось в результате кропотливой работы композиторов, музыкантов и исполнителей страны по изучению туркменской музыки в глубоком освоении классической школы наших мастеров музыки, известных в мире искусства. У нас появилась возможность более глубоко изучить историю и традиции нашего народа через произведения, созданные нашими соотечественниками. В результате изучения неиссякаемого сокровища нашей национальной культуры, нашими учеными, мы очень глубоко понимаем степень величия, кладези, мудрости нашего народа. В настоящее время туркменская музыка обогатилась десятками фортепианных сочинений. Среди них сонаты, сонатины, фуги, прелюдии, другие программные произведения. Определились существенные черты туркменского фортепиано. Интонационное своеобразие, терпкая мелодика, в которой чувствуется жгучее солнце пустыни, капризный темп амударии, изящество линий и яркость красок. Импровизационная ритмика с комбинациями нечетных размеров 7/8, 5/8 и так далее. Обилие мелизмов придает музыке непринужденную пульсацию. Оригинальный общий колорит, связанный со свободной трактовкой лада, характерный для туркменского мелоса. Привычный к нему слух отмечает интонации отдельных этнических районов республики, различия в исполнительской манере бахши, дудалистов, биджакистов, влияющих на фортепианное творчество композиторов. В целом, туркменские авторы тяготеют к музыке специфически песенной, к широкому использованию вариационности, к жанрам лирическим. Романтическая ориентация сближает творчество туркменских композиторов с традициями Рахманинова, Бородина, с их вокальным мелодизмом, гибкостью фразировки, исполнительскими штрихами, создающими тонкую интонационную вариантность, причаст повторяющихся в попевках каждый раз, окрашивающихся иным звуковым светом. Ныне по-прежнему рахманинский пианизм наряду с национальной фольклорной основой питает формирующийся стиль туркменского фортепианного искусства. В нашем национальном туркменском искусстве и культуре есть несколько гениев. Одним из них является Нуры Холмамедов, корифей туркменского музыкального искусства, в то же время композитор-мыслитель. Верный своим неизыблемым принципам, композитор не оставлял в себе требовательности, независимо от того, для взрослых он писал музыку или для детей. Именно поэтому ему удается затронуть души слушателей любого возраста. Никогда не теряющий своей актуальности жизненной темы, он мастерски поднимает для детей на понятном для них языке, для взрослых на их языке. Произведение Нуры Холмамедова входит в учебную программу детских школ искусств. Когда-то у одаренного ученика спросили, от чего любят произведения Нуры Холмамедова дети. Он ответил, не задумываясь: в этой музыке много смысла, она заставляет музыканта думать. Другой ученик рассказал, у него определилось свое мнение об особенностях творчества Холмамедова. По его мнению, у гения туркмен, как и Шопена, обостренное чувство патриотизма, которое очень часто прослеживается в своеобразной гармонии у обоих мастеров гармонии неповторимо. В произведениях на детские темы композитор остается верен себе, вкладывая в них творение глубокий смысл. Этим и ценны произведения. Пример — цикл произведений для фортепиано Холмамедова «6 мимолетностей», о которых здесь уже упоминалось. В этих Голгирек Мухамедовна, прошу прощения, можно уже как-то завершить? Можно опустить. Я этот момент опускаю, хорошо. Тогда скажу о другом. Особое значение музыковеды придают произведению композитора звуки дудара. Вот это нельзя опустить. В этом произведении туркменское фортепиано впервые звучало во весь голос, отмечает музыковед. Нури Холмамедов очень любил туркменскую музыку, считал звуки дудара верхом совершенства. Убежденный в том, что две струны дудара способны передать все нюансы симфонической музыки, он достиг вершины в своем искусстве. Из одного совершенства он сотворил другое. При помощи звука дудара ему удалось создать произведение, получившее всемирную славу. Нуры Холмамедов написал много произведений для детей. Основные принципиальные задачи, стоящие перед педагогом-пианистом, определяются как положением в общей педагогике, касающимся преподавания в области любой дисциплины, так и характерными чертами и задачами пианистического искусства. На педагога, обучающего ученика игре на фортепиано, всегда будет лежать основная ответственность за музыкальное воспитание ученика и воспитание его как музыканта-пианиста. Педагог должен привить учащимся любовь к народному искусству своей страны, к великим классическим произведениям музыкального искусства. Обязанность педагога воспитать в ученике музыканта, осознающего национальные корни, которые его связывают с родной страной, ее великим искусством верного музыкальному направлению, характеризующему классическое музыкальное наследие. Спасибо большое за ваш доклад. Благодарим вас.
Спасибо за внимание. Спасибо большое. Ждем следующего докладчика Ачилова Агаджана Акмурадовича, кандидат искусствоведения, старшего преподавателя кафедры истории музыки Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой с темой доклада «Взаимодействие народных традиций академического искусства в жанре балета в творчестве туркменских композиторов». Очень интересный доклад. Хотелось бы вас послушать. Агаджан Акмурадович. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Здравствуйте. Среди проблем, посвященных современному балету, особенно актуальным представляет исследование, обращенное к вопросам взаимодействия народных традиций и академического искусства в жанре балета в творчестве туркменских композиторов. Эта проблема всегда привлекала к себе внимание теоретиков и практиков балетного театра как прошлого, так и настоящего. В туркменской музыкальной культуре жанр балета прошел интересный путь развития и сформировался как отдельная ветвь современного музыкального искусства. Вместе с тем, изучение этого жанра в творчестве туркменских композиторов до сегодняшнего дня остается актуальным, и выявление национальных традиций представляет большой интерес для истории театра. В 1941 году был открыт Туркменский государственный театр оперы и балета имени Махтумкули, где 6 ноября 1941 года состоялся премьера опер Шапошникова на либретто Таманова «Зухра и Тахир», а 4 ноября 1942 года состоялась премьера балета Алдар Хосе Корчмарева на либретто Бурунова и Холфет. Это первый балет, созданный по мотивам туркменской национальной сказки, и таким образом Корчмарев стал основоположником туркменского балета. В 1945 году композитор Мухадов из Новскоборовска совместно создают второй национальный сказочный фантастический балет «Аквамык». Важным событием в туркменском музыкальном искусстве стало появление в 1960 году сказочного балета «Чудесный лекарь» Мухадова и Равича. Первые жанры музыкально-сценических произведений, как правило, создавались на сюжет туркменских сказок и преданий. Целый ряд новых сочинений балетного жанра был написан в 60-80-е годы 20 века, среди которых «Добрая волшебница», Нуреева «Капризная Майса», Матвей Равича «Золотой джиранж», Байрамбека Назарова, Али Баба и «Разбойники» от Зачарыева. Сюжетную основу туркменских балетов составили известные народные сказки. Работа композитора над ними дает возможность показать специфические свойства национальных традиций одежды, музыкального и танцевального искусства. Сказка – один из популярных жанров туркменского народного творчества. Туркменские народные сказки отличаются своеобразной тематикой, красочностью и богатым образным содержанием. Для них характерны веселый юмор, удивительная фантазия, нежная лирика. Эти особенности с самого начала балета определяют конфликт. Сюжет в них развивается волнообразно, где развязка конфликта показана в самом конце произведения. Таким образом, подобное интенсивное развитие событий в балете притягивает к себе внимание зрителей. В драматургии балета большое значение имеет контраст образных характеристик, конфликтное взаимодействие героев. Для характеристики героев композитор использует характерные музыкальные темы, фактуру, ритм, тембр, гармонию и оркестровку. Музыка туркменских балетов отличается национальным своеобразием и красочностью. Использование народных мелодий сочетается в них с приемами симфонического развития. В спектакле в решении танцевальных номеров авторы синтезируют классические фольклорные формы. Также в балетах используют элементы народных игр и танцев. Туркменские сказки имеют сложную композицию. В народном творчестве такие сказки занимают огромное место. В них события развиваются конфликтно и очень сложно. Добрым героям противопоставляются злые образы. В них много чудесных событий, таких как превращение людей в животных, возвращение к жизни погибших и другие. В сказках добро всегда побеждает зло, поэтому балет имеет общие черты, такие как волнообразное развитие строения, противопоставление живого и фантастического мира, стремление героя к своему счастью. Музыкальная драматургия балетов тесно связана со строением сказок, поскольку характеристики героев народных сказок выступают результатом многовекового развития народной мудрости и включает в себя глубокий символический и исторический подтекст. С одной стороны, этот подтекст развивает фантазию слушателя, а с другой влияет на строение сказки. Здесь в первую очередь характеризуются главные герои, далее отрицательные и фантастические. Венчает сочинение радостный и счастливый финал. Таким образом, в балетах строение сказок определяется музыкальным средством, где в первую очередь характеризуются образы главных героев. Композитор использует в них систему лейтмотивов, которые имеют огромное значение в развитии сюжета. Также в начале произведения происходит конфликт между главными действующими лицами. Например, в балете «Аквамык» во время празднования злой Дев забирает невесту, а в «Чудесном лекаре» отец главного героя попадает в плен к хану. А в балете «Добрая волшебница» мачеха прогоняет падчерицу из дома.
Затем герой через волшебство находит себе поддержку. Здесь в музыке зарождаются фантастические элементы. Например, в балете «Чудесный лекарь» появляется тема золотой рыбки, а в балете «Добрая волшебница», танец пещерной святой и так далее. Главные герои балетов через чудеса достигают своей мечты. В балетах «Аквамык» и «Чудесном лекарь» главные герои одерживают победу над злом. В балете «Добрая волшебница» героиня достигает своей мечты. В сочинениях острые драматические эпизоды характеризуются богатой оркестровкой и яркими гармоническими красками. Завершаются они большим фантастическим финалом. Характеризуя своих главных героев, композиторы используют яркие, но достаточно простые музыкальные средства. Они являются носителями определенных образов, символов, демонстрирующих понятие добра, народа о добре и справедливости, что связано с мифологическим мировоззрением народного творчества. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Гостеприимный Ашхабад. Благодарим консерваторию Ашхабадского имени Майи Кулиевой за потрясающих докладчиков, замечательные сообщения. Благодарим нашего координатора Елену Павловну Осипову за ваше такое участие деятельное в нашем мероприятии, потому что, конечно, без вашей помощи мы бы здесь не обошлись. Ну что, переходим к нашим онлайн-докладчикам, которые еще не успели рассказать свои доклады. Нашего очного участника, дорогие друзья, Му Синь-Юй, аспирантка Высшей школы психологии Московского государственного университета имени Ломоносова, магистр факультета искусств Московского государственного университета имени Ломоносова с темой доклада «Китайские композиторы XX века». У нас даже будет какая-то презентация, может быть. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Му Синь-Юй. Тема сегодняшнего сегодняшнего доклада – это китайские композиторы 20 века. А первого композитора, с которым я хочу вас познакомить, зовут Ли Шу Тong. И он родился в 1880 году в городе Тяньцзине, известен как музыкант, педагог искусств, как каллиграф, театральный артист, является одним из первых пионеров китайские пьесы, самые знаменитые произведения «Моя страна», «Прощение», «Последняя пора» использована в качестве... Можно следующий слайд? Да. Это его фото. Да. Основные музыкальные заставки для фильма «Ранняя весна». Эта фильма снимала в 1963 году. И следующий слайд, пожалуйста. Следующего композитора зовут Сян Синхай. В Китае его называют китайский Рахманинов. И родился в 1905 году в Макао. В 1929 году отправился учиться в Париж у скрипача и известного композитора Пола Юкаса. После возвращения активно участвовал в антияпонском движении и написал такие известные композиции, как «Кимы», «Спасение», «Дети Родине», «К тылу врага». Но, к сожалению, музыкант прожил недолгую жизнь. В 1945 году он окончался от болезни в Москве. Следующий слайд, пожалуйста. Вы можете не знать этого человека, но его главные произведения вы, наверное, наверняка слышали. Композитор Не Эр, автор музыки гимна КНР. И родился в 1912 году в Кунмине. Не Эр написал десятки революционных песен, и ряд его работ десятилетиями влияли на китайскую музыку. Самый известный композитор «Первопроходец» и «Дорожная песня». Ну и, конечно же, марш добровольцев, то есть гимн КНР, который... Следующий слайд, пожалуйста.
Это вероятная женщина, зовут Шэн Си Сян. Родилась в 1919 году в Шанхае. С самого детства была увлечена музыкой. Она являлась советником общества кинематографии. Да. Почетным президентом Китайского музыкального общества для детей, а также четвертым заместителем председателя Китайской ассоциации музыки. Самое известное произведение «Послушай, как мама рассказывает о прошлом». Эта композиция в 2019 году вошла в список 100 самых значимых композиций китайской культуры. Последний композитор зовут Лю Чи. Композитор, автор музыки многих китайских фильмов и родился в 1921 году в городе Сиане. Он создал более 70 значимых произведений, самые знаменитых из которых песня героя «Садовые сестры. Моя Родина». И в последние годы современные китайские произведения часто звучат на Западе. Среди китайских композиторов появилось немало лауреатов международных композиторских конкурсов. Какие достижения становятся возможным благодаря синтезу национальных традиций и многократной мировой культуры в творчестве китайских музыкантов. Спасибо за внимание. Очень сложный у вас доклад был, с очень сложными русскими словами. Мы вас благодарим. Мы ждем Андрея Кирилловича Агеевского. Андрей Кириллович, вы там подключаетесь к нам? Отлично, все, услышали. Сейчас представлю. Андрей Кириллович Агеевский, скрипач, дирижер, почетный член Академии Амадеус Европ, Франция, художественный руководитель и главный дирижер Московского симфонического оркестра «Новая классика». С темой доклада «Исторические параллели формирования национальных композиторских школ в СССР и нехватка национальных композиторов сегодня». Андрей Кириллович, мы вас слушаем. Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте, Юля. Спасибо за приглашение. Я всегда занимаюсь тем, что режу правду матку. Вы, наверное, для этого меня и пригласили. Поэтому это докладом, наверное, не назовешь. Скорее, это будет такой рассказ и мои сопереживания. Несколько лет назад, точнее, за пару месяцев до пандемии, в самом начале 2020 года, я был приглашен в качестве музыкального эксперта для участия в всероссийском конкурсе молодых композиторов «Партитура». И мне тогда пришлось, я в течение месяца прослушал огромное количество музыкальных произведений молодых композиторов нашей страны, разных жанров, разных направлений, с разным составом музыкальных инструментов. Честно говоря, я прежде всего окосел. Не только от количества прослушанного, но и от, скажем так, одинаковости алгоритмов творческого поиска композитора. То есть, чем сложнее, чем мудренее, да, тем, мне кажется, большинству участников было круче. Да? Они казались, что они действительно создают что-то такое очень сложное, очень такое самобытное. Вот. На самом деле, да, еще хочу добавить, что большинство, понятно, молодому композитору сложно финансово нанять симфонический оркестр, да, поэтому большинство этих файлов были присланы в формате MIDI, да, что явно не улучшало
звучания их музыкальных произведений. Вот. Так, я могу сказать, что меня вот эта вся вот какая-то такая однообразная, одинаковая музыка, вот этот набор нот, как паутина, меня опутали, и вот глотками свежего воздуха являлись только те произведения, которые несли в себе яркую национальную или этническую окраску. До сих пор помню одно произведение, программное симфоническое произведение в 4 частях. Я даже имел удовольствие прослушать его 2 раза, несмотря на, в общем, большой лимит времени. Я прослушал его 2 раза. Автор явно был с Северного Кавказа. Вот, по таким интонациям, каким-то направлениям, даже по названию. Сейчас название у меня уже вылетело из головы, но это не важно. Забегая вперед, хочу сказать, что никто из тех, кому я симпатизировал и поставил наивысшие оценки, никто никаких премий не получил. И вот тут я хочу перенестись в год 1932, который явился важной вехой в музыкальной культуре нашей страны. И мне кажется, нам сейчас тоже нужно делать какую-то отправную точку, об этом я скажу чуть позже. В 1932 году был создан Союз композиторов СССР. Тогда он назывался Союз советских композиторов, но, так сказать, это сейчас не так важно. Важно было то, что если мы возьмем карту республик Советского Союза того времени, то была очень пестрая картина. Мы могли наблюдать очень пеструю, неоднородную картину. Естественно, то есть в плане классической, академической музыки, естественно, в плане РСФСР все было более чем благополучно. РСФСР, как правопреемница Российской империи, обладала богатейшей музыкальной культурой, богатейшим бэкграундом. Я терпеть не могу это слово, но оно, в общем, сейчас к месту. С Украиной на тот момент тоже все было хорошо. Все мы знаем Гулака Артемовского, Леташинского, других композиторов, которые на тот момент творили и уже закончили творить, и были в полной мере могли называться композиторами, классиками. То же самое можно сказать о республиках Закавказья. Все знали на тот момент такие фамилии, как Комитас, представитель армянской классической музыки, Баланчевадзе Палиашвили, представители Грузии, Узыр Гаджибеков и Муслим Магомаев старший, да, дед прославленного нашего певца. То если мы говорим о республиках Средней Азии, то фактически на тот момент в плане классической академической музыки и культуры образовательной эта территория представляла собой, ну, практически чистый лист. Практически чистый лист. И вот тут, я, кстати, думаю, что без Иосифа Виссарионовича Сталина тут не обошлось. Он вообще был такой человек, который был очень внимателен к мелочам. Я утверждать не могу, но я думаю, что тут без него не обошлось. Опираясь на общедоступную систему музыкального образования того времени в Советской Республике, было принято решение командировать лучших представителей, выпускников композиторских факультетов, центральных консерваторий, таких прежде всего, как Москва и Ленинград, в республики Средней Азии. И в результате, благодаря усилиям там 8-10 человек, фактически были созданы национальные исполнительские, национальные композиторские школы. Давайте вспомним этих героев. Баласаньян в Таджикистане, Василенко и Козловский в Узбекистане. Кстати,
Козловский, сейчас это мало кто помнит, он был сослан. То есть он оказался там не по своей воле, но тем не менее оказал огромный вклад на музыкальную культуру Узбекской ССР. Брусиловский, выпускник, если не ошибаюсь, Ленинградской консерватории, явился автором музыки государственного гимна Казахской ССР. Выпускники Московской консерватории Ферре и Власов также являлись авторами музыки гимна уже Киргизской социалистической республики. И все эти композиторы так или иначе являлись такими катализаторами развития музыкальной культуры. То есть они создавали первые национальные оперы, первые национальные балеты, первые образцы симфонической музыки. Кроме того, во вновь созданных консерваториях этих самых республик они являлись преподавателями, профессорами, заведующими кафедрами и как раз воспитывали уже национальные кадры. Кадры национальных композиторов, которые теперь составляют основу музыкальной культуры тех стран, где классической академической музыки, ну, по факту не было. Как мне кажется, вернее, не как мне кажется, я думаю, что здесь вариантов-то не было. Экспедиции, фольклорные, этнографические экспедиции, которые ездили, вот эти самые молодые композиторы, выпускники центральных консерваторий, они ездили, они общались с акынами, общались с другими музыкантами, узнавали, погружались в народную музыку этих стран и уже на основе этой народной музыки создавали произведения для классических академических составов. Я вот сейчас вспоминаю, когда я первый раз учился в консерватории, еще на скрипача, это было советское время, и у нас был такой предмет, назывался он «Народное творчество». Мы тогда молодые были, глупые, считали, ну зачем нам, там, скрипачам, виолончелистам, пианистам, народное творчество. А вел у нас, кстати, читал лекции легендарная личность, Щуров Вячеслав Михайлович, знаменитый наш этнограф, фольклорист, недавно он ушел из жизни. Удивительный был человек. Он мог там что-то рассказывать, потом оборвет где-то на середине. Вот. И начинает петь какую-нибудь народную песню, там, причем с таким вологодским акцентом или каким-то северным. И это были наполовину лекции, наполовину концерты. Вот. Мы тогда не особо это ценили, а вот сейчас, мне кажется, вот нам необходимы новые профессора Щуровы, потому что, так сказать, если я подвожу свои центральные мысли, субъективной, я считаю, что композиторская школа нашей страны находится сейчас в тупике. Можно сколько угодно острить на тему, что нот всего 7, звуков всего 12, и все вот эти алгоритмы набора этих и сочетания этих музыкальных звуков уже закончились. Но я думаю, что все далеко не так печально. Я считаю, что будущее нашей многообразной и многонациональной Родины, будущее музыкальной культуре, прежде всего в наших корнях, в нашей народной музыке. И я хочу призвать всех композиторов нашей страны, вне зависимости от национальности, очень хорошо помнить, прежде всего, кто они и откуда, и черпать вдохновение, потому что вдохновение – это штука капризная, а работать надо каждый день, особенно композитору. Да? Очень хорошо помнить, откуда он, и обращаться к музыке и творчеству своих предков. Из этого
я думаю, выйдет и вдохновение, и новые прекрасные мелодии, новая прекрасная музыка, и новый пласт новой эпохи развития нашей российской музыкальной культуры и стран, близких нам по духу и менталитету. У меня Спасибо на этом большое, все. Андрей Кириллович. Благодарим вас за прекрасный доклад. Спасибо. И хотелось бы передать слово нашему последнему сегодня финализирующему докладчику, потрясающему человеку, Дурдыеву Абдулле Сармурадовичу, кандидату технических наук, доктору делового администрирования научного института Высшей школы экономики, клиническому медицинскому психологу, члена Союза художников Туркменистана с темой доклада «Туркменский ковер. Образ Георгия Победоносца». Абдулла Сармурадович, вы нас слышите? О, видите, Здравствуйте. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Ну, я хотел вернуть долги, которые, наверное, с такой надеждой когда-то Россия дала, можно сказать, нашей стране. Здесь неожиданно, я начинал заниматься коврами, предварительно расскажу, что я вообще говоря не музыкант, не художник, вообще далекий от этого. Я заканчивал Бауманку, там аспирантуру, защитился, приехал сюда в Академию наук. Но у меня был такой когнитивный диссонанс. Я эту страну не понимал абсолютно. То есть как специалист я был нормально, в общем, делал работы хорошо, а вот социальную вот эту сторону страны, и это, наверное, получилось из-за этого мне пришлось, значит, ходить вот по всяким вот этим союзам творческим, художникам, композиторам, к людям гуманитарных наук. И я везде задавал один и тот же вопрос: а кто такой туркмен, вообще-то говоря? Все это дело вместе взятое привело меня к чему? Я как-то получилось, попал в ковры, вот орнаменты туркменских ковров. Меня попросили, значит, разобраться с этими орнаментами и сделали меня главным художником туркмен ковра. В общем, туркмен халы называется у нас. Вот я бился с этим вопросом, и наконец-то, в общем, вот эти все мои титулы я набирал из-за того, что мне нужно было с ковром разобраться. И в конце концов, представляете, вот этот образ, который я искал, то есть я в науке-то много там, что в коврах понял, как что строится, как делается, случилось с тем, что я здесь обнаружил, в общем, связался с Георгием Победоносцем. И это случилось 2 года назад, и вот с тех пор я очень долго над этим работал. И получается не только вот здесь вот, там получилась такая вещь, что здесь могила вроде похожа Победоносца лежит. Значит, но и оказалось, кроме того, и наша страна представляет собой прообраз страны Победоносца. Об этом можно долго говорить, у меня есть очень много вот этих вот видео, где я людям рассказывал про эти вещи. Вот. Но самое главное, что я хотел сказать, в последнее время мне пришлось, я вот особенно в самом даже начале прочитал такую фразу, живая легенда, у нас книжка есть нашего лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова, где он пишет, что тот, кто слушал туркменского бахши, сидя на туркменском ковре, не мог не испытать чувство головокружительного полета во времени. Такова магия древнего ритма, древнего орнамента. Вот это меня страна очень сильно удивила, потому что когда я делаю орнаментальные ковры, у меня поневоле получается, как будто я слушаю музыку. Но я, поскольку не музыкант, я это как делал? Я знаю, что музыка обладает психотерапевтическими свойствами. Я это начал делать, осваивая психотехники всякие там. И меня удивляло потом, когда я находил такую вот канву, вот эту, психологическую у человека, то она была очень похожа на музыку. И потом я с некоторыми композиторами, такие появились у меня люди знакомые, Жученко вот из Ленинграда, может, его знаете. Потом, их фамилии вам, наверное, ничего не говорят, музыкальные вот эти, музыковеды. Я с ними когда общался, и получалось, что у меня, хотя язык был совершенно другой, но мы начали друг друга очень сильно понимать. И получается, что вот у меня такое впечатление складывается, что музыка Нуры Холмамедова, она чем-то похожа, как будто бы на музыку самого Георгия Победоносца. Понимаете, какая вещь? Потому что вы сегодня рассказывали очень много про его судьбу. Этот человек фактически был все время, его, можно сказать, били, пытали, что только с ним не делали, да, но он все равно какой-то оптимизм нес. И вот почему я говорю, что ахалтекский ковер, вот этот наш,
тоже очень похож на модель победоносца, потому что многие из вас, наверное, поскольку с Туркменией связаны, знают, что Ахалтинский ковер, вот что с ними только не делают, а он все краше и краше становится. Это же типичная ситуация с победоносцем. Его тоже, значит, пытали, бросали в яму, и через несколько дней он был как новенький. Но более того, я пытался понять еще некоторые свойства ковра. Ну, например, то, что он когда лежит, он вращается. Вот если домохозяйки, ну вот если кто из Туркмении, они знают, что Ахалтинский ковер никогда на месте не лежит. Его приходится все время поправлять. Я пытался понять, а почему такое происходит? Или, например, почему вот в комнате, где лежит Ахалтинский ковер, там прохладно? Ну, это вообще была для меня полная загадка. И знаете, что получилось? Я объяснение этому нашел, когда я прочитал у Козырева, когда он рассказывал, что Солнце получает энергию не из термоядерной энергии, да, как обычно представление было, а оно из времени как бы энергию получает. Понимаете, какая вещь? И вот эта музыка, это, будем говорить, такая, это ну, в чистом виде вот это время. У меня такое сразу впечатление. То есть вот люди, которые занимаются музыкой, они фактически умудряются вот этот поток времени через свою музыку превращать в энергию. И вот эта энергия, она и вдохновляет, наверное, людей. Ну, как вдохновляет, так она и наоборот поступает с ним. И вот музыка Нуры Холмамедова, мне кажется, она вот как раз из этого же ряда. Ну, это мои впечатления человека не музыкального. Я просто свои ощущения рассказываю. И еще что я хотел вам сказать. Вот занимаясь ковром, мне пришлось поневоле заниматься так называемой теоретической историей. Дело в том, что вот мы поневоле живем некоторые истории, в общем-то, да, и эта история, она, если берешь ее, допустим, 12-тысячелетнюю историю, то там начинает видеться то, что сейчас многие не видят. У нас получается, согласно этой истории, в 2025 году мы попадаем в так называемую эпоху змеи. Это 400 лет. Это вот если вот с чем-то если сравнить, чтобы вы имели представление, это очень похоже на возраст этого. Это возраст, называется кризис среднего возраста человека, мужчины. Это с 40 до 55 лет. Значит, чтобы вы представляли, вот если образно представить, это такое. Человек должен пролететь через пропасть с набором высоты без крыльев. И вот поневоле образ, вот, чтобы перелететь через эту пропасть, какая возникает? Либо надо быть ковром-самолетом, иметь ковер-самолет, либо, если модель вот этого ковра нашего, он сходна с моделью победоносца, либо надо быть победоносцем. И вот музыка, которая будет сочиняться, я считаю, вот для композиторов, вот предстоящим, вот буквально это на носу у нас эти эпоха змеи, так называемые, она должна быть тоже такой вдохновляющей. Ну, чтобы вы понимали, я еще раз, ну, я понимаю, это вы далеки от этой темы. Дело в том, что если посмотрите на годы змеи, которые в России протекали, это такие годы, как 17-й год, 41-й год, 53-й, 89-й. Вы представляете, годы змеи такие. А тут предстоит целые эпохи появиться. И вот в этом месте, мне кажется, вот это вот умение ваше сочинять музыку вдохновляющую, которая бы людям помогла бы, ну, как бы вот, даже живя в каких-то условиях, ну, будем говорить, таких не очень благоприятных, тем более их преодолевать, мне кажется, вот эта задача перед композитором еще будет стоять. И мне кажется, вот то, что я вот был, ну, так попал в Туркмению, опять вернулся сюда, и на мои, вот, ну, у меня получилось, будучи не музыкантом, не художником, в общем, ну, можно сказать, не историком, там, не гуманитарием каким-то, вот это пришлось, вот, ну, как бы вот это вот вскрыть, просто интересуюсь этой стороной. Мне кажется, это не случайно. А для вас, для России, почему вы так любите Нуры Холмамедова? Может быть, подсознательно вы того ощущаете или не ощущаете? Он у вас связан с Георгием Победоносцем, который у вас на флаге Москвы и на гербе России. И я вам могу такую приятную вещь сказать. Согласно теоретической истории, Россия после 25 года останется единственной сверхдержавой. И ей придется наводить порядок во всем мире. Такая история, такая. Можете прочитать, книжка называется «Теоретическая история», она недавно издана, автор ее Григорий Кваша. Там все это расписано. Потрясающе, спасибо Поняли, вам да? большое. Мы неожиданно так что завершили. успел. Завершили нашу Да, конференцию, ну, второй день. Перед Спасибо Россией вам сейчас огромное. будет вот ваш опыт, когда вы в Туркмению принесли столько вот, ну, в общем, такую вот, ну, как бы внесли вот эту цивилизацию, и это предстоит вам делать еще со всей планеты Земля. Так что я думаю... Под вдохновляющую музыку Нуры Холмамедова. Ну, можно и так назвать. Может быть, и ваша, кстати, момент. Может, и ваша спасибо. музыка там Да, сыграет. ну я вообще чувствую, что мы в тренде, у нас вдохновляющая музыка, поэтому это, если вы говорите, что это будет востребовано, то мы рады.
Ну, вы знаете, я же ведь, вот понимаете, я, честно говоря, по-разному пытался вам рассказать это. Ну, и так пробовал, и так пробовал. Даже в 3 местах уже по YouTube это все рассказывать пытался. Но не получалось мне. Вот, и сейчас, наверное, тоже не очень получилось, потому что, во-первых, короткое время этого рассказа, чтобы вам это до вас донести, что это такое, в общем-то. Ну, музыка большую роль играет в жизни человека. Я думаю, Спасибо на вас большое. большая. Спасибо большое. Да, Всего до доброго. свидания. Спасибо большое. Спасибо. Мгм. Ну, мы заканчиваем нашу конференцию. Немного она стала больше, чем мы думали. Да, на целый час. И уже можно говорить о следующей конференции. Это в следующем году. Мы хотели бы посвятить ее 300-летию Махтумкули. Это великий поэт, на который очень много писали музыки композиторы не только Туркмении, но и в России, я знаю, есть и ныне живущие композиторы. Так что это будет, я думаю, очень интересная конференция. До встречи. Да, Всего спасибо. доброго, до свидания, всем Михайловна. спасибо, до новых встреч.